Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 3 февраля 23 года, 21:00 по Берлину и 23 часа по Джохару. Соответственно, друзья, приветствую вас. Стрим у нас идет в TikTok и в YouTube. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Давайте, пока мы собираемся, я вам расскажу о потерях русских террористов в Украине. Русские террористы накапливают силы, новые силы насильно мобилизованно забрасывают Украину, и, соответственно, каждый день по батальону, можно сказать, батальон где-то 700 человек, больше, чем батальон, в среднем, русские террористы теряют в Украине. Итак, за прошедшие сутки на 3 февраля 23 года, с 24 февраля 22 года, за прошедшие сутки уничтожено 840 русских террористов. Итого их цифра достигла 129 870. 4 танка уничтожено, 6 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы и 2 РСЗО, 1 самолет сбит, БПЛА-1 сбит, 4 автомобильные техники и цистерны уничтожено и 2 специальные техники. Как-то так дела обстоят на фронте. Русские террористы несут колоссальные потери, но, несмотря на это, накачивается насильно мобилизованными фронт. Русские заводят туда, как я сегодня смотрел, около 2000 своих террористов каждый день, а вот уничтожается 840. С учетом того, что уничтожается 840, то цифра по раненым, она где-то в 2, в 3, иногда в 5 раз может быть выше, чем по уничтоженным. Поэтому Украина делает все, что может, и на этом, по всей видимости, останавливаться не будет ни она, ни Запад. Сегодня я смотрел интервью, правда, оно было на литовском языке, и я только по заголовку могу сказать, о чем там говорилось. Витаутас Ландсбергис, первый руководитель Литвы после развала Советского Союза, сказал, что литовцы должны отправить свои войска на помощь Украине. И он сказал, что это должно быть примером для всех остальных. Мне кажется, это время, когда уже накачивается фронт русскими террористами. Будет сейчас со всех европейских стран, это в первую очередь Польша, страны Балтии и другие страны, будут своих военных отправлять на помощь Украине. Короче говоря, как и планировалось, точнее ожидалось, да, исходя из тех событий, которые сейчас проистекают, эскалация происходит, очень сильно происходит, и, по всей видимости, будет много еще кровавых дней и ночей в этой войне. Сегодня же я тоже читал информацию по поводу, что директор ЦРУ, американский разведчик главный, сказал, что в течение полугода будет колоссальное изменение, и Россия узнает, что будет и что ее ждет. Короче говоря, в клинч сходится мир с Россией. Любой ход фашистской России не принесет ей ничего хорошего. И война только усугубляется, к большому сожалению.
Сегодня же было заседание террориста Путина, где он там собрал своих террористов, и там они обсуждали о террористических атаках и о террористической угрозе. Мы все знаем, что террористическая банда ФСБ является самым главным террористическим органом на Земле за всю историю, наверное, человечества. И по всей видимости, я понял из разговора Владимира Путина, из его доклада, который он говорил, что Запад уже давно, много десятилетий живет под угрозой террористических актов, и я сделал вывод, только лишь из его обращения, что теракты начнутся, но это дополнительно к тому, что он сказал, что это будет не только бронетехникой ответ немцам и Западу, миру. Я так полагаю, что у нас в Германии будут террористические акты и вообще в Европе, я думаю, будут серия террористических актов, которые будут проводить русские террористы. Давайте почитаем ваши комментарии. Я не знаю, почему у вас добро пожаловать к какому-то сайту, обращаясь к зрителям, не забывайте соблюдать. Так, если вот кто меня смотрит, если вы можете написать комментарий, как в прошлый раз, может что-то там у меня случилось. Можете ли вы написать комментарий какой-нибудь? Напишите мне, пожалуйста, комментарий. Так, Мадина. Так, до завтра, Мадина. Маведин Бабаев. Слава Украине, свободу Ичкерии. Героям слава, Мадин. Ичкерия рулит. Аслан, Машвойль. Витаю, Домитиев. И я вас. Салам алейкум, Асан. Ва алейкум ассалам. Аде Усману алейкум ассалам. Если они хотят теракт, это означает, что конец приходит орка. Они что-то хотят пугать. Но это единственное их оружие. Вообще сама Россия, сама террористическая банда ФСБ создавалась как террористический орган. И, конечно же, странно, что до сих пор, год уже идет крупномасштабное вторжение в Украину, и нету терактов. Очень странно. Поэтому я думаю, Путин, в принципе, анонсировал предстоящие теракты. Слушал сегодня Дмитрия Корчинского. Он сообщил, что из КНДР прибыло 800 северокорейских военных для участия в войне против Украины. Вполне может быть. Адам Польский, да, Алмуласна. Я уверен, что наши бойцы вместе с украинцами достигнут победы, и Россия станет на колени. Да, Алмула, да, Алмула. Заурва, алейкум ассалам. Витаю, Олекса Ковалев. Ферстману, алейкум ассалам. Феникс, Хайоль Бюстик. Так, видел видео с твоим троллингом. Вальдемар Штайнбрахер. Дуже дякую, Вальдемар. Данкишон. Даник Пьяно. Витаю и так далее. Так, по-моему, у меня какие-то проблемы в ТикТок, и почему-то никто мне не может написать. Ну и нет. И почему-то зрителей у нас здесь. Что случилось? Что опять? Что-то придумали, что ли, да? Так, ну давайте сейчас пока вернемся. Если кто зайдет, кто если может, хотя бы точку мне поставьте, чтобы я видел, что вы можете писать комментарии. Потому что в прошлый раз как-то у меня было, не в прошлый раз как-то было, что я там что-то намутил и не мог никак, и люди не могли мне писать комментарии. Пожалуйста, если что, напишите мне. Так, давайте я попробую еще раз. Какие-то у меня сбои непонятные. Или я там что-то сделал. Сейчас, одну минутку. Так, ну их новость. 88 танков Леопард-1. Они, конечно, не такие современные, как Леопард-2, но они намного мощнее, более мощнее, чем российские Т-72 и Т-90.
Германия передаст Украине 88 танков Леопард-1. Поставки могут начаться в ближайшие недели. Каждый раз, когда они говорят, что вот поставки могут начаться в ближайшие недели, у меня в голове почему-то всегда держится то, что все-таки уже когда передают, после этого только не озвучивают эту информацию, чтобы не было каких-нибудь там нехороших эксцессов с доставкой. Поэтому я думаю, уже леопарды там есть. Германия одобрила разрешение на экспорт в Украину танков Леопард-1 из своих запасов, сообщил в пятницу представитель правительства ФРГ Штефан Хебештрайт. Общее количество танков 88 штук, они находятся на складах компании-производителя Rheinmetall. По утверждению Хеберштрайта, поставки могут начаться в ближайшие недели. Вот как-то так, друзья. И цитата вечера. Люди очень похожи на книги. Одни обманывают своей обложкой, другие удивляют своим содержанием. Очень хорошо сказано, я вам скажу, да? Ну и, конечно же, нашего госсекретаря, уважаемого госсекретаря США Энтони Блинкена, цитата от него: пытаясь использовать прокси для обхода санкций США, Россия демонстрирует, что наши санкции оказывают воздействие. Наша работа будет продолжена. Господи, благослови Америку. Российскому военному промышленному комплексу становится все труднее снабжать военную машину Кремля, что вынуждает его полагаться на одиозных поставщиков, таких как Иран и КНДР. Госсекретарь США Энтони Блинкен о санкциях против глобальной сети, поддерживающей российские ВПК. И также «Голос Америки» сообщает, что американский производитель передовых ударных разведывательных беспилотников General Atomics объявил, что готов продать 2 своих дрона Украине всего за $1, призвав Белый дом одобрить данную сделку. Беспилотники Grey Eagle и Reaper, производимые компанией, эффективно используются американскими военными для разведывательных и боевых задач в зонах военных конфликтов. Это такой мощный большой дрон, и за $1 всего лишь. Всего лишь $1. Также в Краматорске снова русские террористы нанесли удар по жилому дому, погибших 4 человека. Также бьют по центру, били по центру города. Ну, как обычно, русские террористы пытаются сломить волю украинцев. Я надеюсь, им это не удастся. Я надеюсь на это очень сильно, что им не удастся. Адилу алейкум ассалам, машволь. Вот комментарий можно писать. Все отлично. Так. Так. Как относишься к Подоляк? Мне он кажется, рассуждает, как ты, видно, умный человек. Бюс хайоль, сейврум, бюстик хайоль. Ну, я не знаю, Подоляк, я пока ничего не могу про него сказать. Единственное, что я могу сказать, что этот человек немножко странноватый. Вот его последнее высказывание по поводу того, что удары будут наноситься по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, меня немножко насторожили. Одно дело, когда я делаю какие-то прогнозы, которые не имеют никакой инсайдерской информации, кроме открытого источника, и это мои только предположения и догадки. Другое дело, когда говорит человек от офиса президента, мне это показалось, чуть ли не предупреждением России о том, что будут удары наноситься по Москве.
Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Не знаю, не знаю. Так, вроде бы пока все работает как часы, как механизм. Коррупция – это бич большой любого государства. Мне очень жаль, что сегодня я читал тоже информацию, или слушал, я уже сейчас не помню, не пропускали гуманитарную помощь или какую-то там помощь на фронт, не отстегнув, не получив свою мзду, не пропускали гуманитарную помощь. И вот их накрыли, по-моему, пограничники это были, или пограничники, или кто-то там, где-то там, где должен был стоять какой-то КПП, может быть. Всех деталей не знаю, но их всех задержали. И мне это так задело, так покоробило во время... это Сотник, я у Сотника это слышал. Так меня это покоробило, потому что эта проблема была у нас, когда наши бойцы сражались, люди бессовестные товарищи просто запускали руку в эти деньги. И вот мне это очень не понравилось. Но я надеюсь, хотя бы вот на время войны, я не знаю, как их попросить, я бы их упрашивал бы, умолял бы их, чтобы они этого не делали. Потому что во время войны это вообще ничего святого не иметь. Это такое трудное время. Вообще-то за это полагается, не знаю, расстрел на месте. Конечно, ужасно. Поэтому вроде механизм работает, государственная машина украинская работает, народ, самое главное, патриоты и искренние украинцы, они пашут как никто, пока все нормально, дай бог. Русские снова готовятся, набирают вот эти свое мясо, и как обычно, по-другому русские никогда не умели воевать, никогда по-другому не выигрывали войны. И вот сейчас они будут снова закидывать трупами Украину. Посмотрим. Но победы у них не будет. Единственное, много людей погибнет. Много. Вот сейчас 10 к 15, тот же Подоляк говорил, потери 10-15 со стороны Украины. Там, сколько, если для удобства, да, если 1,5 миллиона русских террористов уничтожить, должно погибнуть где-то 100 тысяч украинских воинов. И с одной стороны гибнет бичье разное, хотя сейчас мобилизуют всех подряд, не только бичье, а с украинской стороны, считайте, гибнут дворяне, там, и аристократия гибнет, лучшие из лучших гибнут. Обидно. Но вот такой кровью, видимо, нужно Украине вытравить из себя все это российское, ГБшное. И самое главное, в самой Украине ГБ еще не зачищено. Люстрации нет. Хотя это не мое дело, конечно же. Там в СБУ, я знаю, работают, я слышал, по крайней мере, это знает, не знаю, работают очень патриотично настроенные, честные, искренние украинцы, люди, граждане Украины. Но все же люстрация КГБ у СССР, ее Украина не проводила. А это меня беспокоит. Так, давайте еще ваш комментарий, друзья, почитаю. Макова, алейкум салам. Всех я, друзья, вновь зашедших приветствую. Стрим у нас идет в ТикТок, стрим идет в YouTube. Все, кто не успел посмотреть, заходите потом на канал Реалити в YouTube и смотрите сегодняшний стрим, который вещается в YouTube тоже. Нужно побольше F-15, ПВО, джавелинов и артснарядов. Мы видели, как горят танки орков от ПТРК. Я считаю, что во многих странах постсоветского пространства, стремящихся избавиться от влияния Москвы, ошибочно не признают Косово, поддерживают сербов. У Ичкерии были контакты с Косово. Какие перспективы? Я не знаю насчет, какие у нас были контакты с Косово. Я знаю, что Чеченскую республику Ичкерия фактически обменяли
на Kosovo, за то, что Россия не лезет в Kosovo, за это фактически нас обменяли. При всем при этом в определенной степени нас поддерживали. И вот что произошло, то произошло. Я думаю, остальные поляки тоже соберут войска. Там не то, что поляки, я думаю, там и чеченцы, ну кто желающий, да, скажем так. Мне повестка пришла уже давно с Польши, так как я тебе уже заранее говорю. Ты гражданин, получается, Адам, польский? Ты гражданин, да, Польши? Ну, если тебе пришла повестка, то будут призывать-то, наверное, уже люди, которые имеют военную специальность. Американцы приехали в Украину и начали давить мародерскую сволоту, латентный хоббит. Да, латентный хоббит. Это нужно делать со стороны. Это очень правильно, что вот американцы, кто угодно, это должен со стороны делать, чтобы никто не мог подкупить там. Ну, мы знаем, какая коррупция вообще у нас была по советском пространстве. Знаете, я вот сейчас ругаю Украину за это, да, вот предъявляю. А вот у нас тоже послевоенный период, я вам скажу, после первой русско-чеченской войны, когда вся страна наша лежала в руинах, когда у нас были дети без отцов, которые сражались причем, когда у нас были инвалиды, раненые, наши герои, можно сказать, кем гордились чеченцы, занимались коррупцией. И это позор просто. Мне не нужен такой герой. Воюет он, не воюет он, погибает он или не погибает. Если он берет хотя бы 1 рубль, 1 доллар, 1 цент, 1 евро, этот человек воюет уже не ради народа, а воюет вот из-за этот 1 цент или за этот доллар. Поэтому в таком случае он не мой герой. Вот что обидно, самое неприятное. У нас люди сражаются, смелые, отважные, все это хорошо, там воевать хорошо получается. А вот на вот этой копеечке это очень неприятно. Это тоже оккупант. Я считаю, коррупционер это оккупант, это преступник. И нужно зачищать этих людей, потому что в противном случае просто все уйдет просто в песок. Русне выгодно оставить в Европе религии и сделать религиозную большую войну в Европе. Да, но как она это сделает? Большую она не может. Она может проводить теракты. Сейчас сожгли Коран, сейчас готовится еще какая-нибудь провокация, еще какая-нибудь, потом еще что-нибудь от себя добавят и запустят какого-нибудь полезного идиота. Одного, второго, третьего, и я думаю, война будет, ну, теракты будут. Как таковой войны-то, я думаю, они не осилят. Так, давайте я почитаю немножко тут комментарии. Так, всех вновь зашедших приветствую. Салам алейкум, Баку, Азербайджан, за Ичкерию, Фауд, алейкум ассалам, всех приветствую. Ичкерия, демократия, Хирил Жюй, Ягудуцик, Дуцик Аслан. Хирюдер, Ичкерия, демократия, Хихую, демократия. Будет народ решать, и Бог, дух демократия. Власть принадлежит народу. Его Величество, господин народ, как говорил Джохар Дудаев. Вильна, Ичкерия, це моя мрія. Александр, витаю вас. Так, мы в Украине рады, что хоть так можно убрать коррупцию, то у нас она зашкаливает. Да, она в Украине, к сожалению, была, зашкаливает, ну, не то, что была, есть. Ассаламу алейкум, ашуаль, Мухаммад Машал Хейлу, алейкум ассалам. Вы видели визит Евкурова в Украине? Акцент не на нем, он посетил позиции Ахмад, но солдаты были не чеченцы. Насколько можно было судить, это были русские. Ахмад это такой, смотрите, вот у нас то, что дома находился Ахмад, это вооруженные силы ФСБ. Потому что вот террористическая банда ФСБ, которая дислоцируется в Чеченской Республике, сейчас в данный момент ее главарем является Игорь Кочнев, это и есть настоящий, ну как бы реальный хозяин Чеченской Республики, Рамзан Кадыров у него на подтанцовках.
у нас есть такой, у них есть в Чеченской Республике, у этой банды ФСБ РОШ называется это, и в этот РОШ входят министр МВД, Рамзан Кадыров, военные, и вот главарем там является, в этом РОШ является Игорь Кочнев, это главарь банды у ФСБ по Чеченской Республике. Так вот, есть полк имени Ахмада Кадырова там и так далее, который подчиняется непосредственно ФСБ. И вот вооруженные силы ФСБ под названием Ахмад, и не думайте, что у Кадырова какая-то своя армия и так далее. Вот эта вооруженная банда ФСБ набирала со всей России, они экипировали, там у нас они построили, в Чеченской Республике построили полигон для обучения, для прохождения там стрельбы, там подготовку. И каждый день, ежедневно, день и ночь они проходят подготовку, экипируют, обучают и отправляют воевать Украину людей. Там есть и чеченцы, и есть со всей России разной национальности люди. Поэтому, что если говорят Ахмад, что там какие-то кадыровцы или нет. Чеченцев же, которых сейчас насильно мобилизуют, их не отправляют вот в этот так называемый российский институт или университет спецназа. Они их мобилизуют как военных и отправляют уже куда-то там ближе к границе Украины. Там они проходят учебку и потом бросают чеченцев в самое пекло. Поэтому одно это вот вооруженные силы ФСБ, Ахмад, и военных, которых забирают, мобилизуют. Это вот такая вот там ситуация. То, что приехал Евкуров, поднимает дух, который уже очень-очень сильно упал. Асан, откуда ты про ФСБ так хорошо знаешь? Я занимаюсь этим вопросом, грешник. В отличие от многих, я именно копаю это дело, разбираюсь. Вот, например, в 2017 году массовое убийство вот полком имени Ахмада Кадырова, где новая газета об этом писала, о чем сообщил нам Сулейман Гизмахмаев. Микаэл Мализаев, Сулейман Гизмахмаев приехали ко мне сюда, в Гамбург, и мы здесь вместе составили черновую работу по тому, как этих людей убивали, как казнили. И я сделал тогда выводы, потому что именно по этой террористической банде ФСБ, что полк имени Ахмада Кадырова, которым руководил Аслан Ирисханов, он был непосредственным организатором, которые проводили казнь. Так вот, Сулейман Гизмахмаев нам рассказал, что информацию по прослушке они получали от ФСБ, затем они выезжали, задерживали людей, молодых людей, и потом приезжали из ФСБ и там их допрашивали. Эти просто исполняли роль просто силового прикрытия. И ФСБшники там были 2 или 3 чеченца, русские, которые оставались ночевать, допрашивали, оставались ночевать, и потом и от ФСБ поступил приказ, и их казнили. И я сделал вывод, что вот Аслан Ирисханов является сотрудником ФСБ непосредственно, потому что командиры обычно они работают, или агент, или действующий сотрудник ФСБ является этот Аслан Ирисханов. Потом Аслана Ирисханова перевели замначальника МВД, то есть зам Руслана Алханова, который является министром внутренних дел, так называемым министром внутренних дел Чеченской Республики. Он его забрал своим замом после того, как уже Европейский суд ОБСЕ возбудило дело там, и так далее, и так далее. Короче говоря, вот так я делаю выводы. Про РОШ вы можете почитать, что такое РОШ, откуда взялось. Это трибунал для Чечни называется. Вот документ, огромный документ, который благодаря западным странам и некоторым российским юристам
и не только российским, там и чеченцы, и другие, третьи, короче говоря, они составили, ну, есть информация, просто нужно этим заниматься, и заниматься, смотреть, и немножко разбираться в этом, и все. Машуоль в войнах. Да, Алмула, все будет Ичкерия, да, Алмула. Закараа Ахмад Силас Альвиан хочу. Ну, предатели тоже должны быть. Если бы не было бы таких, как ты, который сюда зашел, и самого Ахмада Кадырова, Рамзана Кадырова, и других предателей чеченского народа, мы бы не смогли бы оценить, насколько ценный каждый наш воин, который защищал нашу страну, насколько ценен наш президент Джохар Дудаев. Хорошо, что есть такие вот вы, чтобы мы могли... Все познается в сравнении опцияно. Нужно сравнить, знать, насколько вы подлецы, да, чтобы понимать, насколько ценны наши воины, наши патриоты, не только воины, и женщины, и все, кто помогал, защищал нашу страну. Так. В Европе ФСБшникам ничего даже делать не надо. Русские в Европе как мины замедленного действия, даже скрыть не могут свою ненависть ко всем, как будто к ним приехали. Так, респект, Марина Исаева. Так, а сам потери наши братские народы украинцев много говоришь. Я не знаю, Украина не говорит о своих потерях, но как-то они говорили, что 1 к 10 к 15. Вот так потери идут, говорят. Ну, не знаю. А сам украинская армия на Москву пойдет. Я не знаю, я надеюсь, что пойдет. Потому что по-другому это зло должно не остановить. Но там, по всей видимости, НАТО пойдет уже, я так полагаю. Потому что вот сегодня информация, которая Витаутас Ландсбергис говорит, что литовцы должны уже принимать участие. А это значит, что уже и другие должны будут принимать участие. И так есть, которые принимают участие, да, добровольцы есть, там частные военные компании есть, но сейчас на государственном уровне это все, если это будет, то если втянется туда хотя бы одна страна НАТО, то все НАТО, считайте, принимает в этом участие, и другого выбора нет. Украина выиграет в любом случае, это 100%. За последний век англосаксоны не проиграли ни одну войну. А сейчас англосаксоны, вообще англосаксонская цивилизация, которую они построили, это правда, нравится кому-то это или нет, американская, английская цивилизация, которая, наверное, еще лет 100, 200, 300, не знаю сколько, будет существовать, которая сегодня делает огромный вклад в развитие человечества, эта цивилизация в любом случае выиграет, в любом просто. Другое дело, сколько людей погибнет благодаря вот этому террористу Путину. Террорист Путин понимает, и банда ФСБ понимает, что им конец. Их задача, конечно, у них есть надежда, рассчитывают, что они убьют там 10 миллионов человек, там похоронят своих там 20 миллионов, ну убьют там миллион других людей или это еще как-то. Вот в этом случае они надеются, что ну как-нибудь избегут ответственности или там как-то с ними сядут за стол. Поэтому, ну и надежда же, конечно, у них есть, они же пытаются что-то делать. Поэтому выиграет в любом случае Украина. В любом случае англосаксонская цивилизация против варваров, она выстоит и выиграет. В этом я нисколько не сомневаюсь. Просто надо бы было делать это еще в Чечне, когда чеченский народ просто вырезали, просто утопили в крови. Так, Украина и Ичкерия будут вольными. Дай Бог, Вальдемар, дай Бог. Асан, как думаете, может быть вариант исхода этого противостояния Украине как Грузии? Нет, я думаю, такого варианта не будет. Будет вариант разгром
капитуляция фашистской России. Я думаю, в течение полугода это произойдет. Конечно, России не дадут победить США и Англию. Были гарантии безопасности Украины. Ну, гарантии безопасности тоже, но, знаете, здесь ситуация такая, что э, на карту поставлено все просто. Западная цивилизация, англосаксонская цивилизация, она впряглась вот полностью своим именем, репутацией, всем остальным. Поэтому, я думаю, ну и мы должны понимать, что мы все это говорим там и так далее, но украинцы то, что творят, мы тоже видим. Это же чудеса отваги, доблести, поэтому в любой армии, в советской армии, мы знаем, что самыми хорошими сержантами, самыми хорошими именно такими трудовыми лошадками были украинцы в советской армии. Поэтому украинцы, да, сейчас инициатива полностью украинцев, хотя заваливают просто трупами. Просто украинцы, вот вы под Солидаром, то, что там творилось, я смотрел разные интервью украинцев, вот этих воинов, но я скажу, они были потрясены, сколько людей им приходилось убивать. Это же просто как мясо уничтожается. А это для психики это очень тяжело. Для нормального человека, может, русским это понравилось бы, а украинцам это очень тяжело. И же нужно выйти. Вообще человек, который пошел на войну, который видел вот это все, он уже становится другим человеком. Практически никогда он уже больше не будет тем, кем он был до этой войны. Никогда. Фактически ни живой, ни раненый, даже все остальное, но психически, психологически это уже другой человек. Косово поддерживали чеченцы. Я был в этой стране. Мы тоже поддерживали Косово. Всегда. Вообще албанцы мне нравятся. Мне все нравятся. Асан, что это за проект Горская Республика? Ну, это, как и ожидалось, конечно. Люди пытаются прикинуться нашими там, представителями, премьер-министрами Ичкерии и так далее. Потом берут и проект Горской Республики, который абсолютно не жизнеспособен, вообще никому он не интересен. Фактически Ахмед Закаев вот этим своим заявлением сложил себя полномочия, если они у него были, эти полномочия, сложил себя полномочия премьер-министра и стал каким-то премьер-министром или президентом Горской Республики. Горская Республика в 18 году была создана русскими офицерами кавказской национальности, кавказских национальностей, для того, чтобы спастись и сохранить то, что у них имелось, ту власть, те средства, которые они ограбили свой народ. И в основном это тюркско-русский проект был тогда, представители белогвардейцев и с Турцией, с Османской империей. Тогда Германия и Османская империя вели Первую мировую войну и зашли на территорию Дагестана турецкие войска, заняли город Буйнакск, тогда он назывался Темирхан Шура. И под их турецкой защитой, в основном это были кумыки, которые были в этой Горской Республике, тюркскоязычный народ Кавказа, они вот утвердились и находились там. И вот то же самое сейчас делают люди, которые являются пророссийскими или же для какой-то другой цели, пытаются всячески уничтожить нашу Ичкерию. Ичкерию нельзя уничтожить, и вот именно поэтому я говорил, когда я для себя уже сделал вывод, кто является и для чего вот этот так называемый премьер-министр себя там нам представляет, фактически
Ну, мы дальше больше будем видеть, что этот человек абсолютно не беспокоится, не думает о чаяниях чеченского народа, чеченского государства. Чеченское государство имеет полноценный, абсолютно самодостаточный кейс Чеченская республика Ичкерия. У нас есть все для Ичкерии. Абсолютно все. И сейчас какие-то горские республики, там третье, десятое, ну это приблизительно то же самое сделал Докка Умаров. Просто Докка Умаров тогда находился в окопах, сражался, и ему нужны были солдаты. А что нужно этим людям, находясь в Европе, ну, у меня есть свои предположения. И, ну, вот, попытка уничтожения, очередное нивелирование абсолютно самодостаточного, полностью состоявшегося кейса Чеченской республики Ичкерия. Все юридически, в правовом смысле, в человеческом смысле, в политическом смысле, с учетом тех потерь, которые мы понесли, это тоже является, да, мы же сражались, веря в нашу Ичкерию, веря в наше государство, за нашу свободу. И мы должны предъявить счет России, не только финансовый, а финансовый составляет материально около $1 триллиона у нас счет к русским террористам имперской фашистской России. Нам, кроме этого, есть юридически правовой сторона этого вопроса. У нас убили 300 тысяч человек, 42 тысячи из которых дети. И я именно занимаюсь этим вопросом, призываю именно об этом говорить и призывать, и мир прошу об этом, чтобы преступники хотя бы на бумаге были. Кого наказывать, что это мы потом разберемся. Мы сами, чеченцы, найдем, доставим все, что нужно, сделаем. Просто сам вот этот механизм должен быть запущен. И это очень важный момент, потому что если мы сделаем суд над этими преступниками, которые совершили геноцид чеченского народа, в таком случае наше государство получит правовую легитимизацию. И сейчас какой-то... Ну, это, я об этом говорил, мне некоторые не верили, чуть ли меня там, на меня там разные вещи говорили. Но я думаю, что чем дальше, тем больше мы будем видеть, как Закаев и его компания будут открыто заявлять и вести себя таким образом. Сперва там шариат, там он сперва понравится мусульманам, ну, религиозным ребятам, он сперва их подкупил вот этими, а потом раз и Угорскую республику. Это русско-турецкий проект для вхождения в Туран. Россия понимает, что она ослабляется, что она ослабнет на Кавказе, и Турция собирается занять, повлиять на территории, где проживают тюркоязычные народы. И мы с Турцией никогда не воевали, ну, по крайней мере, давно не воевали, в обозримом прошлом не воевали. И Турция, конечно же, нам не помогала особо, но врагом она не была. Турция, народ Турции нас поддерживал, мы уважительно и уважаем турецкий народ. Но ходить в Туран, там какие-то там тюркские образования, не имеем ни малейшего желания. Мы самодостаточная нация, у нас есть свое государство, свой язык, который отличается, абсолютно полностью отличается от тюркского языка. Поэтому, ну вот, нам это не интересно. Я считаю, что нам нужно ориентироваться на Америку, на англосаксонскую цивилизацию, на английский язык, ту самую цивилизацию, которую сама Турция рвется, просится. Это все международные институты, это НАТО, в котором состоит Турция, это многолетняя попытка Турции войти в Европейский Союз. Ну, вот в эти вещи нам нужно делать напрямую с западными странами, это в первую очередь Америка и Великобритания.
а не через Турцию. Мы через Россию, если мы будем делать через Турцию, а турки это националисты, и проект этот Туран националистический, национальный, потому что основывается на языке, не на религии, потому что есть тюркоговорящие, тюркоязычные не мусульмане, которые тоже входят в этот проект Туран. И у нас свой путь, своя дорога. Поэтому я надеюсь, нам с Турцией мы сможем договориться без войны. Но в любом случае нам это не интересно, как чеченцам. Ну, а кому-то нужно, видимо. У нас около 30 тысяч без вести пропавших, захваченных русскими войсками. Да, Абу Хамза, вероятно, ты прав. Я не знаю, сколько там, десятки тысяч, да. Я не видел, Уайт, твой смс, пишите ваш смс, повторяйте, потому что нам не нужен Туран. Не нужен, конечно, нам Туран не нужен. У Турана есть очень много друзей. Это не значит, что мы плохо относимся или нет. Наоборот, ведь Турция же не хочет войти в Ичкерию, правильно? Да, даже кому-то это может показаться смешно. Да, сказать, ну как Турция там и так далее, и так далее. Но если мы берем цивилизованный подход к этому вопросу и отбрасываем не право сильного и заменяем на силу права, то в таком случае мы имеем равные права. То Турция может войти в Ичкерию, или Туран может войти в Ичкерию, и все будут говорить на чеченском языке, и центр будет в городе Джохаре и так далее, и так далее. Но этого не произойдет, мы это знаем. Но на таких же условиях я могу сказать, что и чеченцы не имеют ни малейшего желания становиться частью тюркского мира и раствориться в тюркском мире. А это произойдет неизбежно. Неизбежно, потому что те беженцы, которые у нас когда-то оказались в Турции, за редким исключением остались говорить на чеченском языке, и так далее, и так далее. Там много что есть сказать, но это в любом случае нам не интересно. А кумыки, другие народы, которые проживают на Кавказе, они вполне могут, если захотят, становиться, они тюркоязычные, могут вполне стать вполне могут стать частью Турана. Да, у чеченцев село называется как юрт. Юрт это тюркское. Да, совершенно верно. Хутор есть. Ашо хутор. Это как хутор. У нас много слов есть тюркских языков. Майдан, например, это Майд. Это тоже тюркское название. Много есть тюркских имен, потому что когда-то, мы вообще, во-первых, соседи, и у нас, когда вот Хромой Тимур, мне тут напомнили, я почитал вчера очень много про Хромого Тимура. Он орудовал в XIV веке, и после того, как они устроили резню просто на Кавказе, в частности, чеченцев вырезали, тогда были заселены тюркоязычные представители вот этих Хромого Тимура и так далее. И они находятся, живут, мы их не обижали никогда, мы даже не воевали друг с другом никогда, пока Россия нас не стравливала. Поэтому у нас много слов. Мы раньше говорили на кумыкском языке на равнине, это считался язык торговли, это первое какое-то время было. И да, это кумыкский, но это тюркский язык и так далее. В Чечне живут кумыки, и если эти кумыки, граждане Чеченской Республики Ичкерия, не выступают в пользу иностранного государства, будь то Турция или какое-либо другое государство,
что это наши дорогие братья, которых мы любим, уважаем. Но если кто-то действует в угоду другого государства, чеченец это, кумык это, там, русский, еврей, нам не имеет значения. В любом государстве этот человек является правонарушителем, закононарушителем. Соответственно, такие люди должны быть остановлены. У нас должны быть свои спецслужбы. Ну и все это вы знаете без меня. Да. У нас и турки живут много, да, турки-мескитинцы живут, да. Также, если вы помните, у нас было сражение с крымскими татарами, которые пришли на нашу землю, тоже понесли они большие потери, и после этого пало вот это крымское ханство, которое после прихода на Кавказ понесло большие потери. Это тоже тюркоязычный народ, но это все в прошлом. Мы любим, уважаем и крымских татар, и всех остальных. И к русским мы не относимся плохо. Мы относимся только к русским имперцам, фашистам и преступникам, которые считают нашу землю своей. И также я буду относиться, чуть получше, потому что они нас не убивали, к любому другому. Турки это будут, американцы это будут, если они будут считать мою землю своей и будут мне что-то диктовать или пытаться нас ассимилировать, я буду относиться именно так. Потому что мы, чеченцы, должны сохранить свое, мы ради этого много что сделали и будем делать. Это наше, и мы это сохраним. Да, Турция хорошая страна, да, я в Турции ничего плохого не имею. Если нас не трогают, мы тоже никого не трогаем. Даже государства Европы на чеченском, по крайней мере, большинство. Так, народ, почему вы решили, что это тюркские слова, не понимаю. Давайте сейчас не будем углубляться. Я знаю, что взаимствование у соседей слов, названий, мы с грузинами имеем. Вот я с грузинами еще в студенческие годы общался, у нас много слов находили общих. Поэтому это нормально, ничего в этом нет, это абсолютно нормально, и всегда так было. И так будет, да. Слава Вильной Ичкерии, героям слава, Владимир Орловский. Как думаешь, мы отстояли нашествие хана, как в песне Хасмагомеда, достойным уступать не есть позор? Я не знаю, что ты имеешь, нашествие хана. Наверное, отстояли, я не знаю просто. Дагестан, поход 90 годов был роковая ошибка. Нет, это в любом случае, это такой роковой ошибкой не было, поход, спасательная операция Дагестан. Потому что, в любом случае русские войной пришли бы. Путин с Патрушевым, в любом случае ФСБ на нас напало бы. Это был большой проект, поэтому пошел бы туда Басаев, не пошел бы. Да, не нужно было идти, на мой взгляд. Но давайте, вот сколько уже, 24 года с тех пор прошло, 23 года. Тех людей, которых они спасли, которых там детей, женщин, вот с ними поговорим. Это наши соседи, даргинцы, наши соседи, наши братья дагестанцы, которых спасли. А в любом случае к нам пришли бы. В любом случае русские пришли бы. Именно потому, что вот эта спасательная операция не послужила поводом к началу войны, а отмашка от Запада, согласие Запада нужна была Путину и Патрушеву, они взорвали дома. Если бы этого повода, то, что Басаев туда пошел с добровольцами, вот эту провел спасательную операцию, если бы этого было бы достаточно, они бы свои дома русских, Буйнакский, два в Москве, Волгодонский, они не взрывали бы. Но это тоже известный факт. Я сам чеченец и не хочу Ичкерию как название, потому что Ичкерия тюркское слово. Тогда тебе надо все слова убрать. И ты не знаешь, Ичкерия это тюркское или нет. Тебе сказали, что это тюркское, а ты не знаешь этого. И какое имеет значение слово. Это государство, которое есть. А если тебе не нравится Ичкерия, закончится война, собери своих
Мы деоккупируемся, собери своих сторонников, пройди в парламент и переименуй наше государство, выстави этот на голосование этот вопрос и добейся. Абу Хамза, это неправда, что Басаев взял деньги у Березовской, поэтому пошел. Нет, это неправда. Березовский, конечно же, крутился вокруг, деньги там, третье, десятое, но это не поэтому. Басаева заманили в эту ловушку. Вот эта группа Конфедерация народов Кавказа, по-моему, это называлось, они организовались и провели свою специальную вот эту операцию. И он вынужден был помочь, потому что у них договор был. Не нужно было заключать этот договор. Но раз заключил, он вынужден был помочь. И пошел он как рядовой гражданин. Он не занимал никакой пост в Чеченской Республике. Вот как-то так. Сякам ваххабизма. Как ты относишься к сякам ваххабизма? Я не знаю, что вы имеете сякам. Я отношусь к любому вероисповеданию, любому течению одинаково. Главное, чтобы оно не мешало другим исповедовать свои вероубеждения. И все. Я хорошо знаю все, брат. Мегарду, ханха. У нас много слов арабское, да, и русские есть слова, и грузинские есть, и тюркские есть слова, это нормально. Ирочка, почему нет ответа на мой вопрос? Напишите, пожалуйста, еще раз, Иночка, потому что я не заметил ваш вопрос. Он отвечает на то, что мои смс тоже не видят. Ну, напишите еще раз, друзья. У вас много здесь комментариев в Ютубе, в ТикТоке. Мне не нравится это слово Ичкерия. Ну, значит, ты должен сделать все, чтобы изменить это слово. Ты же не будешь только лишь из-за того, что тебе не нравится это слово, отказываться от нашего государства. Правильно? Есть процедура этому всему. Ты можешь выйти, собрать людей, пройти в парламент, стать депутатом и провести референдум по смене названия. Это ты имеешь право. Аслан, скажите, пожалуйста, вы думаете сбрасывать Кадырова с поста президента? Вы думаете сбрасывать Кадырова с поста президента? Конечно, Ирочка, думаю. Ирочка, скажите, Костенко, я так понимаю, вы украинка. Вы думаете сбрасывать с поста Путина, Патрушева? Или там Пушилина хотя бы. Можете сбросить? Вот когда мы пытались сбросить террористов, которые пришли на нашу землю, Украина помогала и выдавала. Вы так вопрос ставите, как будто у нас не убили 30% наших граждан, у нас 37-й год, тотальный террор, нас уничтожают, унижают, все, что у нас треть, даже, да, где-то треть находится в Европе, сбежав от этой тирании. Вы такие вопросы задаете. Когда-то в советское время, говорят, кому-то там сказали, что вот там, здесь на Западе сказали, что вот там у них там, не знаю кто, Андропов плохой там или кто-то там плохой сказали. И говорят, он сказал, ну кто-то тут политик европейский сказал, говорит, а почему они тогда не выйдут и не проголосуют и не выберут другого? Вот приблизительно вот из этого вы говорите. Или помните, как там французской королеве, когда сказали, что людям нету хлеба, она сказала, пускай едят пирожные. Вот приблизительно так это и выглядит. И, кстати говоря, Абу Хамза, ты совершенно прав, Кадыров не президент. Спасибо, Ирочка. Я тоже желаю Украине победы. Ты ичкериец или чеченец, говорит Тапанга. Это идентично, уважаемые. Я понимаю, что вам мешает это слово. Слово Ичкерия это камень преткновения, друзья. Вообще, это очень важное слово, которое было внесено
Джохаром Дудаевым, нашим парламентом, для того, чтобы определить нашу государственность. И люди, которые пытаются избавить нас от этого слова, там, заменить его на какое-то слово, кто-то это делает неумышленно, а есть люди, которые целенаправленно, зная, что они делают это. И вот сейчас человек ставит, ты ичкириец или чеченец, короче. Чеченец это и есть ичкириец. Так, ну давайте почитаем комментарии в YouTube. Друзья, я опять перемотаю, поэтому сразу не вините. Аслан, Азербайджан тоже создан Османой в 18 году. Даже был план, чтобы Южный Дагестан к нему присоединить. Да. Ну, ты в прошлый раз говорил, Заур, я помню. А может быть такое, Россия проигрывает Украине, выводит войска, подписывает мирный договор и через 3-4 года опять нападает на Украину, устроив какие провокации на границе, обвинив украинцев. Конечно может, Заур. Не то, что конечно может. Это 100% произойдет. Если Россия не потерпит военного поражения, это произойдет 100%. Чечня не Россия, Машуоль. Если все чеченцы и за рубежом, и живущие в России, все поддержат Кадырова и согласятся признать его мягко, да, он, мне кажется, стал бы в оппозицию к России и даже отделиться от России. Ну, конечно, это из области фантастики, во-первых, а во-вторых, а зачем? Зачем нам Кадыров? Человек, который просто по локоть, просто по горло в чеченской крови, делать его мягко, да, зачем нам это нужно? Неужели чеченский народ оскуднел и нет у нас больше, кто может стать во главе? И он не отделится никогда, у него не хватит ни интеллекта, ни храбрости, ничего у него не хватит. Нет, Рамзан Кадыров это только вот картинка, которая как Пригожина нам показывает. Реально там другие люди действуют, понимаете? Да, надежный путинский человек. И все. А если бы не Чебан Махи и Карамахи, по-любому русские что-то придут. 100%, 100% Заур. Чечня не Россия, не избо Аслан. Дуже дякую, Чечня не Россия. Пробовала учить чеченский. Удивилась, когда находила идентичные или похожие слова нашего языка. У нас есть слова нена, нянька, мама, и все похожие есть. В украинском языке тоже есть тюркские слова. Это тоже есть, да, это мы все знаем. Салам всем свободным людям, салам, салам, Эд, витаю тебя. Так. Асан, как ты думаешь, кто мог бы управлять Чечней прямо сейчас из тех, кто против нынешнего режима? Прямо сейчас мы в оккупации находимся. Как мы можем управлять? Я не понимаю вопроса. А по поводу, думаю ли я сбросить Путина, я каждый месяц ЗСУ помогаю. 7 или 5 тысяч, зарплата 15. Молодец, Ирочка. Спасибо вам. Молодец. Асан, тебе мой вопрос. Тогда откуда взялся это слово Ичкерия? Ну, я как слышал, что, смотри, Ичкерия это часть, равнинная часть Чеченской Республики, нашей земли. И когда в 92 году мы приняли Конституцию, да, заметьте, на 1,5 года раньше Российской Конституции, и через 1,5 года в 93 году мы ее приняли 12 марта 92, а русские террористы приняли свою конституцию в декабре 93, на 1,5 года позже нашей конституции. И незаконно вписали туда, хотя можно было вписать туда Чеченскую Республику и вообще любую другую республику, которые подписали федеративный договор. Ни Татарстан, ни Чеченская Республика не подписали федеративный договор. Соответственно, нас туда потом, позже Татарстан подписал, Чеченская Республика вообще не подписала.
И нас туда вписали незаконно. Это был поводом, чтобы, помните, как называлась первая русско-чеченская война у русских пропагандистов? Это тоже не любые термины, которые применяют и сейчас против Украины, и применяли против нас, они не случайны, эти термины. Наведение конституционного порядка это называлось. То есть в соответствии с их конституцией, в которой вписана Чеченская республика, они восстанавливали территориальный конституционный порядок на территории своей республики, своего субъекта, как они это нам заявляли. И для того, чтобы поломать им эти планы, Джохар Дудаев, наша республика, раньше называлась Чеченская республика Нохчи-Чуй, Джохар Дудаев со своими товарищами быстро принял решение, хотя внутри страны ему мешали, как конституционный судья, сейчас этот конституционный судья там Закаевым там вместе там что-то мутят, парламент там мешал, там другие, третьи внутри были, которые мешали ему. Он вписал вот это слово, и Чеченская республика Нохчи-Чуй превратилась в Чеченскую республику Ичкерия. Все. Это было сделано вынужденно, и это была необходимая мера. Тогда и сейчас это очень важное слово. Это слово мы не должны никому отдавать. Закончится война. Вот всем вам, я не знаю, почему это не нравится, но не нравится. Эрадовли, диетах, законц. Инца Мацедоева, гума, инскадиро, вайдал, дамо уэтнаю, эрадовли, со хозяин, уй, со санаумна, кюр, швайци, бош, на бюллур, буквайн. Хинц эрадовли, диэдуас, ишна. Поэтому все будет в соответствии с законом Чеченской республики Ичкерия и международного права. Вот так у нас будет все. Сейчас же молчим, ничего не делаем. Тирхачахчи ничего не делаем. Нахчурбейчи ничего не делаем. Гуадича ничего не делаем. Излилер мадайте вой пачалку. Но все равно закон стоит. Хирвин ашвега лерем бош ивиз. Hints вой айдал давач. Вой айдли лерем хлбиз. Вой пачалки лерем хлбиз. Вой хунт альчу. Ицахули вой. Ардуни держан хитс малилер лилер дуай. Поэтому, кто не нравится, мне все равно. Выйдите, проголосуйте, соберите людей, станьте депутатами, отмените это, сделайте митинги, отмените это название, назовите ее там, я не знаю, Папуа Новая, Гвинея, Чечения, что угодно можете сделать. Это ваше право. Главное, чтобы это сделали в соответствии с желанием народа. Вот как-то так. Я не равнина по Лермонту, из гор Ичкерии далекая, на братский зов уже собрались. Равнина, это равнинная часть. Хирдот, умная штука, к сожалению. Ты мне не объяснил, что значит слово Ичкерия. Я не буду тебе объяснять. Зайди в Google, шейх Google тебе в помощь. Тебе объяснить, не объяснить. Ичкерия, дуаш адетиш. Ичкерия синоним слова свободы. Да, Осман, именно так оно и стало. И кому не нравится слово Ичкерия, можете переживать дальше. Ичкерия это вроде восточная часть Чечни, в том числе горная часть, граничит Дагестан. Ну, может быть, Заур, может быть. Нравится, не нравится, Ичкерия освобождается. Дай Бог, Доmitiev, дай Бог. А вы лично на какую должность хотите, говорит Томас. Я на какую должность? Я ни на какую должность не хочу. Я хочу заниматься бизнесом. Я хочу зарабатывать деньги, жить, чтобы вот это все вам всем отдам, и вы будете заниматься. Да. Аслан, Дудаев был из Западной Чечни, а назвал республику честь восточной части. Ну, это не имеет вообще никакого значения. Джохар делал все для чеченского народа и государства. Он себе не унес в могилу ничего. Это был настоящий, Богом нам посланный патриот своего народа. И он, и его товарищи, которых было очень много, которые были верны и знали, куда идут.
И именно потому, что он был таким, я, например, поддерживаю. Если бы он был хапугой, грабил бы деньги, если бы его жена, вдова его, Алла Дудаева, или его сыновья сейчас жили бы в роскоши, у них были бы заводы, фабрики, и я бы подумал, бы, стоит ли мне поддерживать такого человека, потому что может он это делал не ради чеченского народа, а может это он делал ради того, чтобы озолотиться, обогатиться, но рисковал, погиб, ну, зарабатывал, и бандиты что же рискуют и так далее. Нет, ни он, ни его товарищи остались нищие. У него были товарищи, которые имели друзей, родственников, близких родственников, миллионеров, мультимиллионеров, которые работали в России там, и так далее, и так далее. И они от всех своих родственников отказывались. Не брали у него ни денег, ничего. И умерли, кто-то умер в старости, кто-то умер от ранений уже после. Ну, никто из них не позолотил свою ручку, засунув в бюджет. Хотя были, грабили, обманывали Джохара, кидали наши мошенники, аферисты, кидали наше государство, там это тоже было. Но главное, вот носители идеи были. Я поэтому также к этому отношусь. Я верю, что они были искренними. И поэтому я поставил тоже все, что у меня есть. У меня кроме моей жизни ничего нет. Я тоже поставил это. Ну, правда, еще жизнь и безопасность своих родственников. Моя-то ничего не стоит ради той идеи. Ну, вот есть. И другие. Поэтому, ну, как-то так, да. Так, Америка снова решила помочь Украине в 2,2 миллиарда. Не кажется ли вам, что Америка не за Украину, а против России? Америка руками украинцев пакостит России. Нет, мне так не кажется. Конечно же, я считаю, что Америка против России, но она за Украину, я считаю. А если есть какие-то вопросы, Феникс, к Америке, можно просто выйти и сказать: так, уважаемые американцы, уважаемые англичане и все остальные, не нужна нам ваша помощь. Мы сами справимся. Мы будем сами бороться, как чеченцы, с гранатометом, с автоматом, бегать по лесам, по болотам, по горам. Слава богу, Украина территория большая. Будем сражаться сами. И все. Ну, не нужно быть таким, я скажу так, неблагодарным просто. Просто неблагодарным просто не нужно быть. Но мы этой помощи даже не рассчитывали на такую помощь. Просто за нас не называли боевиками на радио «Свобода». Нам уже это было приятно слышать. Понимаете? Просто боевик не говорили. Говорили повстанцы, борцы за свободу в начале. Потом только повстанцы говорили. Что тоже неверно. У нас была регулярная армия, и, конечно, были и повстанцы. Мы не были повстанцами. Мы были гражданами Чеченской Республики Ичкерия. Но нас даже в этом Запад ограничивал, не признавал. А это имело очень важное значение. Но там много юридических моментов, почему Запад этого не мог говорить. Это тоже я согласен с этим. А так сказать, что там Америка это... Нет. Конечно, Америка понимает, к чему это идет. Если Россия захватит Украину, то это будет угроза для всего Запада, для всей Европы. Украина, ее же не заставляет никто воевать, правильно? Лучшие из лучших гибнут не потому, что американцы им 2 миллиарда выделили. Нет ведь. Они будут погибать в любом случае, воевать в любом случае. Выделит Америка или нет эти деньги. Америка помогает Украине потому, что ненавидит Россию, а потому, что хочет, чтобы Украина была цивилизованной демократической страной, а не коррумпированной диктатурой. Ну, это, наверное, тоже. Правильно говоришь, Асан. Какие книги, источники, видео посоветую по истории чеченских войн и конфликтов? Но это большая проблема, я вам скажу. Нету источников, нету видео истории чеченских войн. Это всего русские это все зачищали и так далее, и так далее. Но пока я не могу вам ничего посоветовать.
Появился так здесь Франческо Бенедетти, есть такой итальянский историк, но он очень разбирается в нашей в этой всей системе. Но почему-то Франческо Бенедетти, несмотря на то, что я ему пытаюсь донести, может он не верит мне, играет вот на Завгаевщину, вот, Закаевщину и Завгаевщину, вот в этом направлении он действует. И поэтому странно, конечно, себя ведет. Нету, не могу сказать, что сейчас что-то есть. Так. Асан, добрый вечер. Когда чеченский народ откроет против русских второй фронт? Александр, это очень хороший вопрос. Когда откроет ДНР, и ЛНР и Крым второй, третий и четвертый фронт? Скажите, пожалуйста. Могут они открыть? Так вот, в ДНР, ЛНР и в Крыму, где проживают граждане Украины, не уничтожили 30% от жителей этих регионов. А нас уничтожили. И мы в заложниках. И Украина помогала нас уничтожать, дорогой друг. Поэтому, когда вы такие вещи говорите, мне кажется, вы просто плюете на наше горе, на нашу трагедию и так далее. Не откроет чеченский народ второй фронт. Мы чем можем, вам помогаем. Я, например, информационно помогаю. Есть тысячи чеченцев, которые сражаются на стороне Украины. Поэтому вот как-то так, друзья. От чеченцев произошли чеченцы. От кого произошли чеченцы? Я не знаю. От чеченцев произошли. Сегодня Лавров сказал, что в составе ОДКБ будут формированы миротворческие силы. Крымчане давно отказались от Украины. Абсолютная ложь. Представитель крымских татар, когда его Путин просто пытался склонить этого, абсолютно послал нафиг этого Путина и не согласился. И я его за это очень сильно стал уважать. Аслан, главное не фильм Невзорова «Чистилище». Америка выполняет взятые на себя обязательства о гарантии территориальной целостности Украины за отказ Украины от ядерного оружия. В том числе, да, Домити, в том числе. Ассаламу алейкум, Массарга, всем доброго вечера. Вильпес Машволь, алейкум ассалам. Запад понял, что Украина не сдерживает никого, так как нападать никто не будет, и стало им безразлично. Америка уже выделила Украине более 120 миллиардов долларов. Что там 2 миллиарда? Основная из ДНР и ЛНР многие бежали после 2014 года. Но из Чеченской республики тоже. 420 тысяч из миллионного, чуть больше миллионного народа, 420 тысяч проживает в Европе. Просто задумайтесь. Да, это там вообще Барь и Бер. Так, Асланская империя. Что за бред? Асланская империя. Тут каждый день повторяешь, я антиимпериалист. Берут и такую говорят. Так, где он?
Запомни, люди злятся, когда ты не позволяешь им использовать себя или управлять тобой. Да, есть такое. Османы не сказали последнее слово. Не надо говорить последнее слово. Нужно жить, созидать. Не надо. Все, кто улыбается, добры, не все, кто на коленях, верят в Бога. Не все, кто улыбается, Амар Хаям. Не все, кто улыбается, добры, не все, кто на коленях, верят в Бога. Так, Асан, я думал, что в Европе 200 тысяч чечен, так как чеченцы не такой крупный народ. В 1994 году был 1 миллион. Да, сейчас по последним данным 420 тысяч в Европе. Братва, все рад видеть и слышать, выпуск взаимно. Говорят, суд над Путкиным будет в Переяславле. Да, Мулачери. А 420 тысяч это только чеченцы или вы всех одно замесили? И Дагестан, и все, кто к вам примыкает. Все, кто назвался чеченцами, когда здесь сдавался, вот там есть и дагестанцы, есть и армяне, и ингуши, но все, кто представился чеченцами, их 420 тысяч, говорят. Так. А мы все уважаем ваш народ, мы вместе боремся против общего врага. Давайте добьем Рашку. Я, Александр, полностью вас в этом поддерживаю. 420 тысяч один говорит здесь волк. У него сын родился. Дал духва ойла, дал ирси беркати дюзал ойла. Иш там тон вешик антавина дюч хаздаться. Джахар цейл, что ушел иш там. Таши буфт будет. Так что уже 420 тысяч 2 у нас получается. Так. Слава Украине, слава Ичкири, героям слава. Ассаламу алейкум с Казахстана, ва алейкум ассалам. Говорят, мы за 2 миллиона с лишним перевалили. Правда ли? Не знаю. Ассаламу алейкум с Казахстана, ва алейкум ассалам. Так. Может быть, 420 тысяч есть еще дагестанцы, ингуши, кабардинцы, балкарачачи. Ну, может быть, Заур, все, кто представляется чеченцами, вот кого фиксируют, когда вы сюда приезжаете в Европу, когда вы сдаетесь в любую страну, вы можете сдаться, например, там, в Германии, во Франции, где угодно. Ваше досье уходит в ООН, чеченское досье. И вот по данным ООН или по каким-то данным, не знаю я точно, 420 такую я вот цифру слышал. И они могут быть там, как ты говоришь, кабардинцами, ингушами, кем угодно. Главное, вот кто назвался чеченцами. Есть планы по совместным стримам, давно не было. Вилпес, нет, особо пока планов нет, если будет, сделаем. Я вот хочу сейчас больше на чат рулетки чуть-чуть троллить, заходить, общаться, ну, очень много это времени занимает. Иногда попадаются пообщаться, а иногда такой сброд. Но когда ты представляешься кадыровцем, мата вот этого поменьшего, именно оскорбления в твой адрес бывает поменьше. Без мата-то они не могут, но вот оскорбления в адрес побаиваются, когда даже очень пьяные, когда ты говоришь там Ахмад Силас, то тогда они уже чуть-чуть аккуратно говорят, потому что можно быстро установить по IP-адресу и так далее, и так далее. А есть вообще какие-нибудь уехать из России? Есть вообще какие-нибудь шансы уехать из России? Сейчас я не знаю. Заур. Сейчас я не знаю. Büyüstü kırmasıyla aslan, dal dikens dukwa oil haveşikan, dal berketi düzel oil цунах, шуна труна, амин, дал юзе леди, машой. Да, у меня родился племянник, Джахар зовут.
Многие обзывают Россию империей. Если так подумать, любая нация, любой народ при возможностях хотят быть империей. Чечня и Ичкерия в том числе. Нет, я никогда не испытывал этого желания. Да? Ахмад Силас к нам зашел. Поздравляю с пополнением сыновей. Башкал, спасибо. Ингушей по всей Европе не больше 3000. Может быть. Братья с Казахстана, салам маршал. Передают. И братьям с Казахстана большой салам маршал. Что скажете по поводу Кадырова? А что нужно сказать? Просто что сказать? Джахар будущий президент. Посмотрим. Представляю, с кадыровцами они боятся за свои слова отвечать. Да, представляю, они боятся. Я про тебя, да. Не слышала, у кого еще Дэл Диккенс Духлауэлл Кер Дюзел. Амин. Интересно, откуда берет цифра 420 тысяч беженцев из Чечни? Наверное, из ООН. ЧРИ. Наверное, из ООН. В смысле, я уже много раз, Иса, комментировал. Вы так задаете, какое поведение, вообще в целом его поведение, вчерашнее его обращение, там, вся его жизнь. Что вы имеете в виду? Предатель, преступник своего народа или не своего, говорят некоторые, он не чеченец, из казаков говорят, не знаю. Зовут, куда хотели бы уехать, говорит, Адам, я здесь с самого начала, говорит, да, леди у нас сторожила, одна из первых моих подписчиц, леди, да, не хочу назвать, старая его, старая подписчица, да. Люля есть люля, вон тебе объясняю, обидно, конечно, за наш народ. Управлять Чечней будут законы, а не личности. Лев, ты абсолютно прав, конечно. Чат рулетка с ментом понравилась. У меня есть еще кое-какие, но там столько мата, и уже я там срываюсь. Поэтому, если они записывают, и кто-то будет выкладывать, как я вот с венами здесь там ору, не удивляйтесь, это я. Как можно переехать в Штаты легально, но через Мексику? Не через Мексику, не знаю. Маш Войс, Сотя Висаю Хажвизеру, Мегардумустан. Смотри, в Ютубе будет, все идет под запись. Почему Европа не признала Ичкерию? Там сложный вопрос, это большой вопрос, потому что признать, что признать? Вот сейчас Украина нас признала, до этого Грузия нас признала. Ну и что? Вот признала и признала, все, на этом все заканчивается. Организацию Объединенных Наций, ООН, нас включить нельзя, потому что там находится Россия. Она одна из 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Без разрешения из этих 5 стран ни одного нового члена в ООН брать нельзя. Вот так вот все это идет. Поэтому это сложный юридический, политический такой вопрос. Да? Зовут все бывшие жители так. У нас в городе есть семья армян, которые сдались под видом чеченца. И им давно дали позитив, а мне не дают. Походу Армения я получается. Да, наверное, ты получаешься, Армения. Аслан, по поводу смерти. Кто сжег Коран, ты мне не ответил. Ахмед Хабуев, по поводу смерти. Кто сжег Коран, ты мне не ответил. Ахмед Хабуев. В смысле, я тебе не ответил. Ты меня спрашивал о чем? Аслан, старая, которая всегда молодая, которая всегда 27, дальше счетчик сломался. Совершенно верно, леди. Как вам воскрешение мертвой Горской республики? Да, я уже об этом сказал вчера и на прошлом своем чеченском стриме сказал, и сегодня говорил. Это все ерунда, все ерунда. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . . . . 。 . .
мы еще много увидим раскрытия. Поэтому не обращайте внимания, каждый чеченец генерал, мы источник власти. Давайте не сидите, не будьте просто зрителями, принимайте участие, развивайтесь, привлекайте молодежь особенно, привлекайтесь, давайте вместе развивать наше общество, наше гражданское общество. Я помню, у вас был раньше канал реалити с ватным троллингом. Это ваш второй канал? Нет, это и есть вот реалити. Просто я добавил в название своей правозащитной организации, которая вот у меня сзади, за спиной. Я являюсь председателем Human Rights Center Ичкерия. Вот зарегистрировали ее в Германии. Сейчас получаем счет в банке. Но так как меня представляют россиянином, представьте, сколько я борюсь, чтобы не быть россиянином. А меня здесь вот в банке говорят: нет, вы россиянин, мы должны собрать какой-то там консилиум, чтобы мне дали счет просто на моей правозащитной организации, которую мне уже через суд здесь все уже зарегистрировали и подтвердили. Вот такая вот несправедливость. А как по-вашему, есть ли реальный шанс того, что Россию выгонят из ООН? Дометив, и без этого ничего не произойдет. Россия должна быть выкинута просто из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это обязательно должно произойти. Страна, совершающая геноцид, не может находиться в ООН. Светлана Ходзевич, ООН реформирует, войдут в Совет новые страны, в том числе ЧРИ, Украина, Балтийские страны и так далее. Отлично, Светлана. Да, именно так и должно быть. Именно так и должно быть. Извините, друзья. Я немножко... Мы уже 1,5 часа, можно, в принципе, стрим закончить. Можно пообщаться. Пошмолихи? Да, я читал, Заур, об этом, что Горская республика после вот Османская была создана. Но она не то, что Османская сказать, просто Османская. Она была бело-османская. Белогвардейцы и османы вместе там мутили. И потом коммуняги, может, что-то там перебивали, наверное, ту. А вообще про эту Горскую республику чеченцы так и ничего не узнали. И я разговаривал тут с одним человеком, он говорит, ну он старше меня, он разговаривал со своим дедом, и еще раньше. И он говорит, я, говорит, спрашивал его, а что было вот, когда революция была, когда вот большевики к власти приходили. Говорит, приходил какой-нибудь чеченец, говорит, с русским, и ему там галифе, вот эти штаны, наган семизарядные ему дают. И рядом с ним русский. Вот он приходит и агитирует, говорит, вот там пришли враги, нам нужно сражаться. Из населенного пункта их собирается молодежь, говорит, давай, там, винтовки, все там на коня, все, уходят куда-то, ускакали, вечером их трупы привозят. Это вот, в принципе, вот так была революция. Говорит, никто не знал, какая революция, кто, что, за что. Вот приблизительно, как сейчас нам пытаются втюхать разную вот эту ерунду. Вот то же самое было тогда. Так, я знаю две мечты в жизни. Первая, чтобы Россию признать террористическим государством, а вторая, чтобы ее из-за этой причины выгнали из ООН. Да, Заур, совершенно верно. И, ну, конечно же, суд над преступниками, которые были. И он обязательно будет. Ни одна сволочь, которая начинала войну, уничтожала нас, народ, именно одиозные, главные, там, всех мы пересажать не сможем, привлечь к ответственности, просто физически. А так мы должны обязательно, должны будем сделать.
А сам первая горская охватывала Дагестан, Чечню, а вторая Чечню, Ингушетию, Осетию, Кабарду-Балкар. Может быть. Понятно. Тогда я тоже, леди, не буду его произносить. Да, у них табу произносить мое имя. Я враг номер один, да, враг номер один. Я враг. Что мне сделать, чтобы поддержать тебя, брат? Смотрите, друзья, что меня поддерживать не надо. Нужно, знаете что, от вас, каждый, кто делает, пишите комментарии. Вот здесь, смотрите, есть Эд Мамедов, да, вот у меня здесь. Вот он пишет там украинским политикам, которые там Гончаренко, другим, третьим, он пишет им комментарии, он платные пишет комментарии, чтобы зачитывали их комментарии. И вот таким образом нужно везде активно принимать участие, создавать свои YouTube каналы, берите что-то у меня там с моего канала, там можете вырезать что-то только с моего согласия, я должен знать, что это не провокация против меня, потому что такое тоже происходит. Берите другие видео, вот, например, у нас тут есть с ником Джахар Дудаев, сейчас изменил он ник, президент Чеченской Республики Джахар Дудаев. Вот он делает канал, вот у нас Чечня не Россия есть, у него есть канал. Ну, он тоже сейчас что-то забросил, сейчас он, правда, немножко другими делами занят, но тоже без дела не сидит. И вот давайте вот информационно доносить нашу проблему. Мы, граждане Чеченской Республики Ичкерия, мы должны говорить о нашей проблеме. И нас видят, нас слышат, нам помогут. Вы увидите, что нам помогут. Просто вот эти люди, которые там по ошибке и я в том числе считал, что это наши лидеры, их нужно поддерживать и так далее. Вот эти люди, к большому сожалению, являются, они не думают о нас. Мы сами должны думать. Мы должны создать гражданское общество здесь, в Европе. Мы должны здесь закрепиться. Мы должны здесь четко свои позиции отстаивать. И дома, кто находится, которые в заложниках у нас, они на нас рассчитывают. И волба бисква, и духой дадиштег. Он дейрейс хуйлай, элерна, иштамелдерна, массерна, и духой дадиштег. Сун сейну маца вишун. Давайте делать вот так. А тебя могут объявить враг государства номер один? Я, кажется, уже так объявлен, на самом деле. Не очень скромно это будет. Но именно информационным то, что я делаю. Не произносит имя, может быть, из-за большого уважения. Конечно, уважают. А куда же им деваться-то? Так. Как по поводу вычисления вредных каналов, выдающихся якобы за Ичкерию? Пилот, вот как раз ты мог бы тоже принять участие. Вот у нас здесь был Аслан Лорс и Адам Польский. Вот они обещали, но пока не было этих перечня каналов. Давайте сделаем такую работу. Составьте список под видео, вы можете просто выложить название всех каналов, которые затрагивают чеченскую тематику. Любые каналы. И потом просто будем разбирать. Мы должны зачистить информационное поле, чтобы мы понимали, что эти люди, а тот, кто является ошибочно что-то там неправильно делать, мы просто попробуем его наставить, объяснить ему, смотри, вот было бы правильно вот так сделать. А кто явно, например, работает там на какие-то там античеченские силы, мы их просто объявим, скажем, смотрите, этот канал не заслуживает доверия. И все. Вот, я этого не могу один сделать. Нужна ваша помощь. На самом деле, очень мало людей, кто хочет конкретно что-то там делать непосредственно. Вот, и ухта проблем, да. Как ты думаешь, Россия опустошила Европу их оружием? Россия опустошила Европу их оружием. Что-то я не понял.
Они будут говорить, леди, они будут всячески пытаться меня тенешак. Пускай говорят, Луагдарцер. Брат, прокомментирую блогера клуба России. Твое мнение о блогере Ассамбеке. Я не знаю этого блогера, я знаю, что есть такой канал клуб российских изобретателей. Я не россиянин, и поэтому я не смотрел. Я знаю, что там хороший контент бывает. Мне говорили, что там очень умные вещи говорят. Но одно это название меня не привлекает. Дай Аллах свободу Ичкири. Амин, амин, амин. По поводу вот тебе ЧРИ отвечает, Асланбек констатирует только факты и не имеет ничего против наших братьев-нагайцев. Я просто не смотрел, не знаю. Слишком много расколов. Нету у нас раскола, Вайт. Конечно же, нам преподносится раскол, но мы должны, мы думаем одинаково, цели у нас одни, но вот нас забрасывают разные симулякры, искусственные там вещи. Ладно, ну сложно, все должны принимать участие, все должны. А Ицавис со стороны, да, Шимнени Алиез. Шимнени Алиез. И что, ну мы уже сколько, час 40 в эфире. Россия создала раскол. Ну да, это есть такое, ладно. Нет, альчем не истец, конечно, есть раскол, но ведется какая-то работа. Асан, твое мнение, почему Чечня маленькая по территории, имеет такой воинственный дух? Или не могли завоевать? Твое мнение только честно. Воинственный дух, я вот не знаю, что ты имеешь в виду, воинственный дух. Мы никогда не вели наступательные, там, захватнические войны. Никогда. Вот, мы всегда защищались. Ну, по крайней мере, из известной нам истории. И в этом и заключался воинственность. Мы вообще фанатичны на своем стоять. Мне кажется, чеченский народ существует на земле, чтобы хранить вот что-то вот это исконно чеченское. Вот мы должны это сохранить. Я вот это так вижу. И вот я не знаю, что честно, я пытаюсь всегда быть честным. Не обязательно мне говорить, будь только честным. Террористы разные, которые проживали рядом с нами, они вот по соседи, ну, последние 4 века русские террористы к нам приходили. И до этого были другие террористы. Вот они нас потихоньку наши земли завоевывали, вырезали нас, убивали. Вот так мы остались маленькой республикой. Но мы никогда не вели захватнических войн. Асланбек специально так назвал свой канал, чтобы его не трогали. Давно подписан. Но его позиция мне неизвестна. Канал интересный, свой оригинальный контент. Ну, мне говорили, выпуск, интересный у него канал. Я не смотрел. Ну, я раньше несколько видео так посмотрел, но потом не смотрел. Он имеет в виду, наверное, что у Европы закончилось оружие, оскудело вооружение. У Европы, ну, может быть, чуть-чуть оно оскуднеет, но я вам скажу, что заводы 24/7 сейчас работают и в Америке, и в Европе. Все производится, новое современное оружие, поэтому денег куры не клюют, как говорится, у Европы, у Запада, России не снились даже такие средства, поэтому за Европу я не беспокоюсь. Здравствуйте, а когда эта банда ФСБ перестанет существовать? Ну, если ждать и ничего не делать, здравствуйте, то это может очень долго происходить. Тан бишин и ахакан мох мешбала. Грудь и бунш бич бюллур бус сосай мех да уху ал гехтер бош.
Да, совершенно верно, Чечня не Россия. Сейчас ты просишь их всех, пожалуйста, кто-нибудь, что-нибудь делайте, а завтра будут говорить, что да уже появляется, что я тут, я воевал, ты где был, Бош, да? А война идет, война не закончилась, друзья. Надо продолжать эту борьбу. Не обязательно воевать или не обязательно в руках иметь автомат, чтобы вести борьбу. Особенно в нашем случае. Так, Феникс вчера не называл, чтобы так. Может быть воинственность и сплоченность у многих кавказских народов из-за того, что народы малочисленные, понимают, если мы не будем защищать себя, поддерживать друг друга, то будет не сладко. Может быть, Заур, с этим связано, может быть, может быть. Почему чеченцы не государственники, мышление не государственники, даже не дипломаты? Беклербек Нагай, вы возводите напраслину на чеченцев. Кто вам сказал, что у чеченцы не государственники, что мышление не государственное? Находясь в сегодняшнем положении, чеченцам трудно, конечно, говорить о государственности, потому что за это убивают просто-напросто или сажают. Дипломатами быть, я не знаю, о чем вы говорите, вы зашли такие в наглую, так, напраслину на весь народ, вы, может, о себе подумаете, чем о нас печься. Наверное, вам нужно о своей государственности и дипломатии думать, а не о нашей. Такой простой такой зашел, интересный. Какие самые явные методички и многоходовочки информационной войны, применяя двух чеченских войн, применялись или применяются против Украины? Ну, это надо думать, к этому надо, это большой вопрос такой. Все то же самое, вот то, что вот сейчас вы видите, все, что озвучивается, распятый мальчик там. Например, есть такая Полина Жеребцова, давайте тоже скажу пару слов. Наверное, надо будет отдельно, я не хотел ее трогать давно, потому что, ну, вроде бы особо ничем особо не светится, там сидит и несет чушь просто самую, античеченскую, просто чеченофобскую чушь несет. Во время Второй мировой войны была такая девочка, ее звали Анна Франк. Она вела дневник. Она убежала в Голландию, Нидерланды. Туда вслед Нидерланды захватили, Голландию захватили нацисты. Ее, по-моему, отправили в концлагерь, эту Анну Франк, девочку эту вместе с мамой. И там она погибла. И ее дневники потом стали, ну, нашли, как бы их написали по ним книгу, их распечатали там и так далее, и они стали бестселлером. И там миллионы людей, она так это красиво, проникновенно писала. Так вот, как этот распятый мальчик, как, ну, все, что происходит, вот то, что русские террористы делают, они симулякры запускают. Вот украинцы удивляются, почему солдатские матери в Чечню приезжали, а в Украину не приезжают уже. А вот недавно Мельникова есть, она солдатские матери возглавляла, я с ней лично был знаком еще раньше. Она написала, что солдатские матери, это такая организация, которая очень полезная такая была, создали параллельно вот этих солдатские матери организации, которые нивелируют вот эту деятельность вот этих солдатских матерей. Вот они создают такие симулякры. Так вот, Полина Жеребцова, я не знаю, она говорит замужем за чеченцем, но я не знаю, если ее муж чеченец, то, наверное, я не знаю, как она вообще вышла за чеченца с такой ненавистью к чеченцам, прикидывая это, обзывая это дудаевцами там, и так далее, и так далее. Нагло, абсолютно нагло, симулякр под видом Анны Франк является, например, Полина Жеребцова, которая несет такую чушь, такую ложь, что там какой-то геноцид русских был и так далее, что там притеснялись русские и так далее, и так далее. У нашего президента была жена русская. В соответствии с Конституцией Чеченской Республики, где была криминогенная обстановка, и благодаря соплеменникам Полины Жеребцовой
И вообще, как вообще Полина Жеребцова оказалась на нашей земле, тоже мне интересно знать. Как ее дедушка, как они оказались на нашей земле. Колонизаторы ли они были на нашей земле? И нужно вести немножко скромнее, наверное, русским, описывая чеченцев, да, находясь на нашей земле. И вот эта русская Анна Франк, которая симулятор, искусственно какие-то у нее дневники были, что ее там раскручивают там, и так далее, и так далее. Вот по методичкам возвращаясь, я думаю, что у украинцев появится вот такая же, вернее, в отношении украинцев появится такая же Анна Франк, которая будет рассказывать, такая Полина, уже, наверное, не Жеребцова, наверное, уже какая Кобылова, наверное, уже, потому что раньше в детстве, может, была Жеребцова. Поэтому о ней, кстати говоря, очень хорошо Татьяна Рубцова, книжный, как-то канал у нее назывался, тоже говорила. Ну, короче говоря, вот такие методички у нас есть, и такие вещи ведутся и будут вестись против и украинцев, и против нас, чеченцев, ведутся. Поэтому, ну вот, там много чего можно говорить. Это отдельная тема, которую нужно делать. Аслан, те русские, которые жили в Ичкерии, они в основном в Ставропольский край бежали. Ну, по-разному, по-разному. Я не знаю, в основном, но, вероятно, да. Потому что их там принимали, они должны были писать отказные. Вы приезжаете, вы должны были написать бумагу, что у вас отобрали квартиру. Они продавали нам квартиры, вот эти Кобыловы, продавали нам квартиры, а потому что криминогенная обстановка была. У нас в соответствии с Конституцией все граждане равны. Но Джохар Дудаев, из-за того, что российская пропаганда рассказывала, что там каждый день убивают русских, там это, третье, десятое. Я видел одно убийство у нас во дворе было, когда мама зарезала своего сына пьяного, который ее избивал. Все, единственный убитый русский был у нас во дворе. Вот у нас было сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть домов. Это двухэтажные дома, двор назывался. И вот в соседнем я вот не слышал. Это единственное убийство, которое было у нас. Но накручивалась такая пропаганда, что распятый мальчик, вы помните, в Украине был. Вот то же самое у нас они накручивали. И да, была криминогенная обстановка, да, не было работы, да, был бардак. И Дудаев создал специальную комиссию по защите русскоязычных. Вот и все. А русские, многие уезжали. Уезжали почему? Потому что боялись. Потому что все посты занимали русские. Чеченцев, ингуши были, первое место занимали русские, второе место занимали армяне и евреи, третье место разрешалось занимать ингушам. Это вот по категориям. Чеченцы были самые неблагонадежные. Их даже в Грозно не запускали какое-то время. Интересно, пишет ли об этом, как ее, Полина Жеребцова, о том, что чеченцев до 1977 года не прописывали, ни 1976-1978 года, не прописывали, не пускали жить в своей столице. Об этом она помнит, какие-то дудаевские там это она пишет. Но я просто особо не слежу за ней. Но я и пытался не говорить о ней, потому что она никто, и звать, это проект, это симулятор Анны Франк, которую создали русские террористы. И она является врагом чеченского народа. Замужем она за чеченцев или нет. Она наносит вред чеченцам, репутационный. Если она говорит, был какой-то геноцид, я им всегда задаю один и тот же вопрос. Покажите мне фото и видео, где вы совершили. Я вам покажу 1000 фото и видео, где вы убиваете чеченцев. Покажите, где мы уничтожаем мирное население. Покажите. Да, была криминогенная обстановка, потому что русские террористы туда засылали вот этих всех элементов. Об этом есть свидетельство самих русских силовиков, которые бежали сюда на запад, что специально группы засылались. И Дудаев боролся с этим. И у русских были больше привилегий. У него специальная группа была по защите русских.
то, что пропаганда ведет, и можно же заткнуться уже. Ну, один раз сказала, два раза сказала, если кто-то ее там обидел. Были чеченцы, которые обижали русских. А я вам скажу, сколько раз меня русские обижали в России. Только лишь за то, что я чеченец. Сколько раз там пытались, еще не боялись бы, вообще ноги вытирали бы. Боялись, что я просто не прощу. Поэтому вынужденно так себя вели. Поэтому вот эти вещи нужно напоминать, да? И ладно, что-то я отвлекся из-за какой-то Кобыловой. Почему ингуши ставились выше, чем чеченцы? Ведь и тех одновременно депортировали. Ну, более чеченцам нельзя было занимать посты в Чечне. А в Ингушетии чеченцы ингушам не давали занимать посты. Ингуши, может, более лояльными считать. Так-то были и чеченцы, которые занимали посты. Но это я имею в виду, это очень мало таких людей было, очень мало. А при том, что ингушей меньше, чем чеченцев, они занимали, ну, это только третий эшелон власти. Как-то так. А первый это русские. Русские и украинцы были. Так, ассаламу алейкум, уведомление не пришло. Ва алейкум салам, Питер Воль, Маш Воль. Да, уведомление слетает, подписки убираются, против канала продолжается борьба, вы все должны знать. Все, нам мешают. Ассаламу алейкум, ассавайно, чебеш, теман илм амудиз алхиети хонкуза Европе. Ва алейкум ассалам, Амад. Илм милга андич нисту, но я бы предложил бы юристов, журналистов, экономистов, вот таких людей больше, даже не экономистов, а именно юристов, политологов, журналистов. Вот в этом плане я бы предложил бы. А так, конечно, илмом, военный илма, тем илма, дикду, аму диш, войнохче, ацуман кормата лёлша бу. Ну, знаете, войнохче, ши гуман галеч бушун. Иш бэчун, иш та супер темлой, иш войны. Ши гуман да, шанис хите, фанатично тиш нохче, шадешто лумно. А цундель хули чищог, валарни, висарни, балабоч. И цундель думаю гордой, потому что мы верим в то, что мы делаем. Мы серьезно относимся к тому, что мы делаем, к нашим традициям, к нашей жизни. И до конца верим. Ну ладно, это уже другая история, да? Асан, те русские, которые жили в Ичке до 95-го, больше никогда не вернутся в республику. Я не знаю, Заур, вернутся они или нет. Они граждане Чеченской республики, если есть желание, они имеют право вернуться. Но я не досказал эту историю. Русские продавали нам квартиры, была криминогенная обстановка, было понятно, что русские нападут на нас. Некоторым русским было понятно. И русские продавали квартиры, нам и уезжали. Но так как все начали продавать, цены упали. И возникали, за бесценок фактически уже квартиры стоили. И так происходило. В этом вины чеченцев нет. Это вина русских террористов, которые когда-то, выслав всех чеченцев, заселили колонистами, а до этого, убивая нас, заселяли. Вот это Полина Жеребцова хорошо бы вспомнить. Так вот, когда они продавали нам квартиры, уезжали, и писали, а русские их вынуждали, когда они в Ставропольский край приезжали, для того, чтобы им помочь, нужно было получить компенсацию какую-то. И чтобы получить эту компенсацию, русские должны были написать, что у них отобрали эти квартиры. Можете себе представить? Это мне русские, мои одноклассники мне рассказывали потом. Извини мне, говорили, там, родители были вынуждены написать, потому что денег нет, ничего нет, а эти козлы нам не дают, потому что пока вы не напишете отказник, что у вас квартиру отобрали. Вот так все это происходило. Да, были и отбирали. Посмотрите в Москве. В Москве там черные риэлторы, вон передачи сколько было, сколько людей просто убивали за квартиры.
Преступность была, не спорю, даже всплеск был. Но за всем этим стояли русские террористы из Кремля и ФСБ. Жеребцову курируют из «Новой газеты» и прочие либерасты. Не все так просто, а сейчас она очень активизировалась, и почему-то наши шариачки ее не троллят. Наши шариачки, Света Светина, чаще всего или не понимают, что они делают, или работают или полезными идиотами работают, или же работают на гибню. Вот эти так называемые шариатчики. Они таких не трогают. Им команду дают там Кадырова поругать, там на нас наехать. Вот это их задача. А ФСБ никогда вы не услышите, чтобы они про ФСБ говорили, там про эти говорили, про взрывы домов говорили. И вот спасибо, что ты подсказала, что ее курирует. Да, Жеребцова это проект Анна Франк, еврейской девочки, которая жила во Франции и в Голландии, в Нидерландах во время Второй мировой войны. Можно, Заур, могут считаться репатриантами, почему нет? Любой русский, который, любой национальности, еврей, русский, армянин, у нас армян много жило, других людей, которые являются нашими гражданами, проживали, жили и по какой-то причине уехали. И если они вернутся, у них все права, как у любого гражданина нашей страны. Он имеет полное право и на компенсацию, которая полагается от России нам, и на все остальное. Конечно же, это наши граждане, мы ничем никак, я гарантирую за себя, что я никогда не позволю ни одного человека, ни русского, ни дагестанца, ни армянина, ни еврея ущемить по сравнению с чеченцем, только потому что это чеченец, а это там русский или там армянин. Никогда, ни в коем случае. Это я могу за себя сказать. И наше государство, вообще у чеченца нет такого какого национализма, нацизма. Даже русские, которые вот нас просто веками пытаются искоренить, уничтожить всех, у нас нет этой ненависти. И они русские, они думают, что у нас к ним ненависть, как у них к нам. Всю ненависть, если собрать, чеченскую ненависть, она 1% не будет стоить, как у одного какого-нибудь русского бича, который ненавидит, который в жизни в глаза не видел чеченца, который ненавидит чеченцев. Вот как-то так, да. А я мечтаю, чтобы весь Кавказ объединился как целое государство Кавказия. Да, Кавказский союз Кавказов, Кавказский союз, да, я тоже за это. Просто кавказцам это не нужно. Вот одна проблема. Асан, как говорится, услуга за услугу. Вы пишете гадости про чеченца, а вас помогут в жилище. Вы пишете гадости про чеченца, а вам помогут жилище. Да, Заур, вот так они писали отказные. А потом прошло 20 лет с тех пор, или сколько там, 15 лет с тех пор прошло. Люди купили квартиры. Вот мы покупали у своей соседки так квартиру. У нас, правда, не возникло проблем с этим. Но вот прошло время, и люди приезжают, приносят, а потом те, кто хочет на этом навариться, брали эти документы. Вот вы живете в этой квартире, к вам приходят, говорят, эту квартиру вы отжали у каких-то там Сидоровых когда-то. Ну как отжали, вы что, я здесь живу, мы купили, у нас есть, а тогда ни бумаги не сохранились. Ну и вообще люди, ну, вот так, взял деньги, отдал, уехал, бардак был. И вот отбирали квартиры, или тебе заново приходилось, или судиться приходилось. Это большая такая тема была по зарабатыванию денег. Там зарабатывали и русские, и судьи разные. Кстати, привет судьям Чеченской Республики, которые на этом тоже очень много денег делали. Так, давайте посмотрим, что нам пишут здесь в ТикТок. Шамиль Басаев, террорист или герой? Шамиль Басаев, герой чеченского народа, который совершил
диверсионную акцию в Беслане, которую я не одобряю. Это наш герой, террорист, ваш Путин, ваш Патрушев, террористическая банда ФСБ. Все, кто тогда уехали, там 90 России, взяли компенсацию от казны 97%. Да, я знаю, леди, брали. И писали на нас заявление. И мне об этом рассказывали. Да, есть. Вы заметили, что христианские националисты США на стороне РФ и против Украины? Это внутренние разборки США, их внутренние, я не знаю, это я о американской кухне не разбираюсь. Они нам продали свое жилье, написали отказные, потом мы не смогли получить компенсации за свое разрушенное жилье. Да, свинью подложили, вот эти жеребцовые, очень сильно. Аслан, вы давно были на родине? Я был на родине буквально за несколько месяцев перед тем, как выехать. Это где-то 8 лет назад я был на родине. Выехать из фашистской России. И отправляли на войну или выходи из квартиры, им говорили. Да, Уэйд. Первую чеченскую, чеченцев много было танков, БМП. В первую чеченскую у чеченцев много было танков, БМП, БТР. Ну, я не знаю, что такая чеченская, это такая русская пропаганда, это как сегодня называть русско-украинскую войну или агрессию России против украинцев, украинской войной. Что вы типа с Донецком и с Луганском воюете, и это внутренняя такая гражданская война. Вот так представляют. Именно поэтому это называется. Вы, если так говорите либо античеченская эта война, либо русско-чеченская война, или российско-чеченская война. Но ни в коем случае не чеченская война. Нам пытаются навязать этот нарратив, что мы ведем гражданскую войну, что какие-то оппозиционеры выступали против Дудаева и так далее, и так далее. Так вот, у нас не было танков и БТРов. Там несколько танков было и несколько БТРов, наверное, было. По-моему, там 5-10 танков максимум было. Это все, что было. И то они были уничтожены после того, как закончились снаряды к ним. Асан, угроза не все же дома куплены чеченцы 90 года. Я уверен, что при Советском Союзе 70 еще некоторые успели выкупить и, возможно, сохранить чеки. Ну, возможно, Заур, это уже, я не знаю, там, возможно. Так, друзья, я, наверное, закончу свой стрим, мы уже более 2 часов. Вы, наверное, уже устали от меня. Ну, вроде бы все сидят, не уходят. Ладно, еще пообщаемся. Что делать? Что делать, Дион? Что делать? Басаевский продакшн. Русские должны вернуть Чечне земли, розданные Дагестану, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ставропольскому краю. Agaz açıyor kuz. O da yaşıyor Agaz. Oluyor. Dikkayo. Так. Многие просто на честном слове покупали. Моя сестра у нотариуса сделала договор купли-продажи и все равно написала отказ. Если бы не разрешили жилье, они так и жили бы. Да, на честном слове там бардак ведь был полный. Бардак был полный. Бардак был, на честном слове было, там, ну, дукумдарцыга. И ажиотаж был, дукумдар, да. Дукумдар.
Так, Саудовия, что, да? Странно звучит. Герой-террорист международно признан и цивилизованное общество в одной стране. А кем он признан, герой-террорист? А? А, скажи мне, кто ты вообще такой, чтобы Басаева обсуждать? А? Ты на себя посмотри. У тебя вся страна террорист. Ты вообще заикаться не можешь вообще про террориста. Басаева обсуждать. Ваша вся страна его ногтя не стоит. Сидит там. Кто угодно может говорить о Басаеве, но только не русские. Понял? Так что сиди, россияне, не только это. Сиди, где сидишь, ровно ты он. Папа Римский побил по руке женщину, которая схватила его за руку. У тебя есть высшее образование? С какой целью интересуешься? Да, есть у меня. Даже успел год отучиться в аспирантуре. Асан хачо Уич моқне бусалне анде халуба хо قطيف إزبابيلو дук бар карам. Касмас, приведи мне того человека, кто так говорит. Есть кто-нибудь, вот у меня в ТикТоке открыто говорю, кто мне скажет, что я против мусульман или против, что я работаю на ФСБ, там, на еще на кого-то. Скажи, вот приведи, я открыто говорю, Тумсо Абдурахмана является агентом российских спецслужб, который заслан сюда. И ни он, ни такие, как он, не смеют выйти и мне прямо привести доводы. Вы говорите, что я там такой-то, как я доступный, мало кто здесь есть. Давайте выйдите в эфир, я вас прошу, назовите один факт. А так болтать могут и ты, который разносит эту ложь, такой же получается, правильно же? Зайти и сказать, а вообще биться бьются, я их вообще не ощущаю, не чувствую, да? Они говорят что угодно, да. Вы умный человек, вас интересно слушать. Спасибо, Александр, спасибо. Дуком ждут космос. Специально говорят, специально. У меня почему-то комментарии попадают, у других в чате не знаю почему. Ну, здесь смешают нам, да? Дага ума дочь асун аля космос из-за язинок просто бюджет язду дел сер алхелмегон сун интер валля. Så tanna noche chun robo ba erwalwat chun tani no wasya daje erwalwat chun so inte il dollars so ras shdatsa so hytter i lida shdatsa qidawek
Царасун цель ночи, чунга сумоца бошун. Какие у тебя есть доказательства, что Тузик агент? Я уже 100 раз приводил Абдураман. Каждый раз ты каждому отдельности вам приводить. Где он работал, ты мне расскажи. Где работал твой этот? А? Если вы не понимаете, то я же не виноват, что у вас не хватает понимания. Да, Черри, я абсолютно не парюсь по этому поводу. Они про Дудаева говорили, про всех говорили, которые умерли. Причем они живые, кто говорил, а Дудаев погиб. Вот наоборот, хорошо, что они говорят. Они все мои грехи забирают. У тебя есть реальный прогноз на результат этой войны? Поделись аргументами, если умный. Ну, не обязательно быть умным, чтобы делиться прогнозом, потому что прогноз может быть ошибочным, причем и умный прогноз может быть ошибочным, и не очень умный. Я считаю, что война будет выиграна Украиной. Я с первых дней говорю об этом. Я знаю, что выиграет Россия, проиграет эту войну, и Россия будет разделена на несколько государств. Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Прогноз не может быть ошибочным, если ты профи. Очень даже может, и у профи может быть, ты знаешь, всякое бывает, да. Слышали, что нагайцы хотят нагайское государство создать? Круто, правда? Не знаю, им виднее, создадут хорошо. Не говори, что он мой. Я вопрос задал как адекватный человек. Я не слышал, что ты говорил, какие. Ну, Абдураман, смотри, этот работал он в прослушке, да, в ГУП электросвязь, федеральное государственное унитарное предприятие, это государственный орган. Работал он, правильно? Ну, там все очевидно же, все написано, вся его деятельность против только лишь Кадырова. Во время войны Тумсо Абдурамана это преступник, это не просто агент российских спецслужб, это преступник, который занимался прослушкой и переводами наших партизан. А мы знаем, что из-за телефона у нас очень много погибло. А люди, которые, говоря, называют себя мусульманами, там, кто-то там воевавший там, или рядом с войной ходивший, они там вокруг этого Абдурамана ошиваются. Я не могу понять, за кого он. Это человек прослушивал, уничтожал наших людей. Это преступник, по которому будет сидеть или сбежит к себе в Россию родную и там будет жить. Вот, и с Духнутигом, там сколько я рассказывал, много просто, там надо все это поэтапно опять снова рассказывать, как они мешали нам здесь нашей деятельности, как каждый раз они проводили провокацию, как нападение на него в Швеции, имитация нападения была, ну и все, много чего можно говорить. У Тумсо то же самое шедауне, как у Дуга в 99-е. Может быть. Я этого не знал, что он работал так, как ты говоришь. Я просто удивлен. Но это открытый источник. Это есть в Википедии. Сразу же Википедию про него создали. Ему позвонил лорд. Как его раскручивали. Вы когда-нибудь слышали, чтобы лорд мне звонил или говорил обо мне? Хотя я и много что говорю. Мой канал запретили на территории фашистской России с 36 тысячами, 600 подписчиками. А у него за 300 тысяч искусственно накрученными не запрещают. Это не вызывает у вас подозрения? Ни у других не закрывают канал. Подозрительно вам не кажется?
А мне кажется это подозрительным. Почему? Вот объясните мне. И много этих детям, просто детям веруют, да? Когда вы говорите доказательства о том, что агент у вас, мне бывает так, ну, мне кажется, что человек специально это говорит, но не может человек до сих пор еще не понимать, что это все разводилово идет. Als dat al hytteren boven zo hytteren на мадуте is Хосан хатта слушбеш. Так as за резко цаум ол се дог дети я селоя сомавати диди бадик дич. Просто разгшен ти бол бешватсо. Но шул у мусо масцерила им дусюц. Разгшен ти бол бешватс. Иду и цадик духса. Так старас улица резко цаумол, резко эльче кошаду оси бог. Я 3 года говорю, что он агент российских спецслужб. Меня уже и из ислама выводили, и ФСБ приписывали, и 3, и 10. Там просто уйма просто всего. Понимаете? Хизер из тюрьмы, который из Берлина. Осна, как ты? Салам передает тебе Хизер. Настман Делер, салам маршал Уиль. Салам ему тоже передавай большой, да? Свет связи вал алтинг, сагат дел эл, нагам он связи вол, шхил эл. Где он? Я не знаю, Абдураман, где он. Некоторые говорят, сидит за то, что там аферу проворачивал, да, по поводу там нападения на него. Это аферист и лжец. Со Шамиль Миль Шамило. Я пил хома чуавал кнаст. Хамиль Шамиль, вара Шамиль, да говорит там. Бадич цевишон, учу язда, цевишон. Хезеринса номер хаон, хезерик связи вала анасвик. Который с ним сидит. Сунца ойза Шамиль, хитера. цан лехца гуци, ладно, цедвицуэр, шарик. Хочу шарик, вамадилла воел. Связи вал саламаша лу, дал эту боль, дал аус дуэль. Про Тумсов точку простого смерть не поставили на такую работу. Да не обращай внимания на них, Аслан. Да не, это надо говорить. Этим людям нужно каждый раз объяснять, что... Ну вот я сейчас покажу вам, что там было. Ну ладно, я каицкий, у меня сидит за то, что... Смотрите, вот как здесь пишут, в телеграм-канале. Короче говоря, как здесь сообщается, якобы Рамзан Кадыров якобы там заказал убийство Тумсо. Ну, я не верю в это, потому что они оба с одной конторы, поэтому убийства нет. Имитация, да. Этим желанием Кадыров воспользовались трое из Ингушетии. Бывший глава города Сунжи, это вот в телеграм-канале написано, было. Бывший глава города Сунжи, по совместительству бывший постпред Республики Ингушетия при президенте Ислам Дербичев, некий тренер из Ингушетии Саварбек Мужухоев и бывший начальник криминальной полиции, один из обвиняемых по делу о пытках, получивший 8 лет срока за это, Ильяс Нальгиев. Дербичев и Нальгиев легко гуглятся, если интересно. Дербичев узнал, что Кадыров, как бы это помягче сказать, объявил тендер на устранение Тумсо. Это, конечно, ложь. Никакой тендер Кадыров не объявлял, и Дербичев не узнал об этом. Это была имитация для того, что он получил в Швеции. Политическое убежище. Он не получил это убежище. Ну вот как-то так, да. А вы в Европе, да, я в Германии. Короче говоря, с кем имеют дело, смотрите, Саварбек Мужухоев и бывший начальник
некий тренер, постпред Республики Ингушетия при президенте Ислам Дербишев, начальник, бывший начальник криминальной полиции Ингушетии и так далее. Просто у меня вопрос, как человек, который является врагом Кадырова, там, его там преследует, Россия его там пытается поймать там, и так далее, с ним выходят менты на связь ингушские и чиновники ингушские и решают заработать деньги. Это какой уровень доверия у них друг к другу должен быть, я не представляю. Надо сказку, что я дальше. Сделали моста, ночи моста учували, чувулару, ночи хому. Один из чували шел, цабюху мюз. Это человек враг чеченского, враг наших партизан, которых прослушивали и уничтожали. Все, кто звонил Тумсу Абдурахману, он всех сдавал, всех. Того, кто, помните, по дорожке, Ирхачаяхкам по дорожке бегал, этот Тумсо звонил, он его сдал, короче. Вот и так далее, и так далее. Духом дутига, диц, да? Просто это диц жена. Заходят тролли разные и начинают говорить, вот, короче, ты доказательства туда-сюда. И полезные идиоты подключаются и говорят, а где доказательства? Ты им говоришь, вот доказательства. Он говорит, нет, я не вижу доказательств. А я живой здесь сижу, прямо, открыто говорю, что он агент спецслужб. Это вам не доказательство? Я, Арцуев Аслан, утверждаю, что это агент российских спецслужб. Я ему говорил, Хаул, если ты не агент, прямо люди пускай узнают. Он даже мое имя не произносит, да, потому что не то, что прийти со мной аргументами доказывать, разговаривать, понимаете? А кто про меня говорит, покажите одного, кто про меня говорит, покажите его факты. Пускай я готов с ним открыто выступить и сказать, где я работаю на русском, где он работает на русском. Вот как бывает, когда говорят, я прямо открыто говорю и буду говорить. И про Патрушева, и так далее. Дух-дутигам, там на этом Тумсо просто печати ставить негде. Уэйт эмлой бэйт нагушунис, уэйт эмлой прослушивать беш, прослушкшеш, переводишь. Шмаков Игорь, который являлся его непосредственным начальником, он был его зам, это является имперцем, русским фашистом, имперцем и кадровым сотрудником ФСБ по там, разбирающийся технические вопросы, там, компьютерные, там, в этом направлении. А во время войны поставили, вообще все оставьте, во время войны поставили бы кого-нибудь, если бы он не заслуживал доверия, на телефонную связь. А лишь просто задайтесь вопросом. Только у нас появилась тогда сотовая связь. Кого-нибудь непроверенного. У него тетя, говорят, ФСБ работает. Там, это проверено. Они на мотоциклах. Вот все, кто дома у нас на мотоциклах катались, в основном щаберша, вот эти ночные волки, там, помните, вот эти мотоциклеты, там, Путин курировал. Это все, это ФСБшные проекты был. Почти человек говоршун. Левые залетали туда, они их там, наверное, в разработку брали, еще как-то. Работали. Дух-дутик дичь, веревоч. Там просто я это все рассказываю, объясняю. А меня в России запрещают, я ФСБшник, я враг мусульман, воинственный враг мусульман. Сунца дүйч цакулш дисанумада. О, дуньяда мелил бюгал сунты хуэллан. А все, смотрите, Анзорик, этот мысли ислама, Хасан Халитов, и они все это знают. Я им обо всем это говорил. И эти люди продолжают с ними общаться. А кто они после этого? Для меня они такие же. Понимаете? Иш душон хал. Вали мадейт нохчи. Вот сейчас забегут, когда начинаешь про него говорить, вот эти черти забегают и начинают говорить. Вот Тумсо, потому что они слишком много в него вложили. И тут прокол, ага. Я его разоблачил, на подлете подстрелил. А теперь где-то сидит, наверное. Правильно говоришь, Аслан.
Так, Босвиг, Байно. Ассалам, как ты думаешь, если в Чечне будет 5 миллионов населения, где они будут жить? Если уже села подходят друг к другу, территория маленькая. Я не знаю, алейкум ассалам, ночи борс. Что ты качаешь, дуй. Джумаева поймали после телефонного разговора с Тузиком, Анзора Венского после разговора с Тузиком и даже Мансура Старого после телефонного разговора с Тузиком. Ватсон не Шерлок Холмс. Абсолютно верно. И Мансур Старый уйшцук и замешан вал тишуксо и тумсо бошо и бюхум юй дел ночи о мостах. Соч о шекуцунах. Цук и замешан вал. Но изам Мансур Старый вот говорит, а эмлой прослушивать беш, иш бей и тенемауис. Ах, и долша цунюхи бой лилш темлу бубош бол, цанато, ичкериц бубош бол, маршу нет, а бубош бол. Ар блогер шо шабер шабук, цан митинги бол, жда хюш, шабеш леч. Ойлей шеш, и шабеш цакич буиш. Валлай, кит, астадуич бабац. Мы же все это говорил, я приводил факты, показывал. Да, тишам бачун, лерлулаш, нашишаш, ир мадайтлаш. Сошо ир цадайт хиана, шушункус. Пеца бол нека умадоч, окей вирзан, аш со ушон. Вай ир цадайт, вай ли цадайт речь. Фаза Дудаев, основа уважаю, спасибо. Ассаламу алейкум. Откуда столько достоверной информации про Тумсо? Ну, занимайся вопросом, она у тебя тоже появится. О, чачуелош разные черти ждать. Хасан Галитов тоже был проект. Сказали, заткнись, заткнулся. Вот и все. Проект был. Как только Эрдоган встретился с Путиным, после этого Хасан Алитов по какой-то случайной совпадению пропал. Странно, да? Вот сейчас смотрите, вот в ТикТоке очень много появилось блогеров. Сидят, разговаривают, говорят там, дукум ждутся. Никто из них не говорит о мобилизации, никто не говорит об Ичкерии, никто не говорит о правах, которые у нас нарушаются. Просто сидят там и просто болтают. А для чего это делается? Им говорят, зарплаты платят. Им каждый, не всем, а вот многим, которые там появляются, им платят зарплаты. Для чего это делается? Для того, чтобы забить информационный фон. Китышу, когда эти люди сидят и просто болтают, складывается впечатление, что в Чечне не идет геноцид, а в Чечне идет геноцид. Чеченцев насильно забирают на войну и бросают в самое пекло. Цаму идут ждать. Боговца дохцарис. Так, иш мильш будешь. Иш вы мосты гулькуш так. Потому что им нужно вот все это делить, рассказывать. Делить, рассказывать, делить, раскол, алязинчик, язин, повторять дешуса. Иштумду, и ума хадишту энахе, сокуз просто так, шикок камбели, муат камбел, ашуачун. Рванте, румш цалил дейт гешт фол, шушун. Алейкум ассалам, Magic. Выходит, что они создают митинги на улицах и по ходу выискивают цели для сдачи ФСБ. Совершенно верно. Все, что он делает для ФСБ России. Все, что он делает. И он начал о русских говорить. Когда я уже его достал просто, я сказал, да, Иман Кадыров, а улица Киваймоста, Очсон, вынужденно он начал говорить. А какой смысл, когда он уже, откройте все видео, Кадыров.
А Кадыров это один палец просто, один самый кровавый может быть, но всего лишь палец руки, который душит наш народ. Там есть ФСБ, там есть ГРУ, там есть Завгаевские старые. Там много есть, кто работает на русских. А сама эта рука принадлежит русским, России, ФСБ, Лубянке, Кремлю. Нужно говорить не про пальцы, а про саму хозяина. Потому что если мы накажем хозяина, руки, пальцы сами отпустятся. И дай Бог. И мы миру представляемся, что у нас какая-то грязня с Кадыровым идет. Как будто гражданский, как будто Кадыров убил 300 тысяч наших. Да, Кадыров палач, один из самых кровавых палачей чеченского народа. Из чеченцев, якобы, ночи, Муацари, Бюху. Но при всем при этом он всего лишь пешка. И ее уберут, эту пешку, этот палец, другого пришлют. Тузика поставят, этого же Абдурахману. И сан Бюху мырел шуки. Кадыров сан отцел нас давать бешо. Представьте, мел бюсагу. Деля мостали шаш майорил. Основа, может, это из-за неграмотности нашу. Это тоже влияет. И влияет из-за того, что очень много недоверия у нас. Это тоже из-за войны, из-за этого. Цундель, бадек дюйцердуаль, несмотря ни на что, ашуксо, шун виза. Барик хауа виш вац, я закай вар, я цханна дас цейок швац, шей лютой ненавистью, со ненавидит вешу, вырвал шушей кахаяллаш. Буй, Кадыра, вар, ФСБ, ГРУ, шаберша. Сум плевать даду, массана тирас, дадельдель. Я работаю на чеченский народ. Я плевал на всех, кто против. Ассаламу алейкум, Аллах. Баут валюэль аминя. Ва алейкум ассалам. Аминя, Аллах. Конечно, создают. Конечно, легенду для Тумсо, для других создают. Мичарбойля, алиш. Мичарбойля, гарна, хулил до царь. Асам сейшайл историю уайлан. Сейх хамел хаттан дол вопроса. Шадовым дицен. Дицнишвик царь. Цадицен. А валвел сун открыто сейчас со ФСБшнику, со эсхшен ты бол бешу бошек. Сун хагайтиш. Цинц уахи анас хадиц хаяли факчал. Асам бо ишью. И Тумсо первую уж гуандалил шеша. Я агентчу, я полезный идиотчу, я юхиту, а придуркчу. Так. Дальше поехали, Дион. У тебя какая зарплата, Богу? У меня нет зарплаты. Я на свои деньги работаю. Это было так всегда, да. Да, Мэджик. Это было. Поэтому я пытаюсь предупредить. Завоин Америку, Европу, герз лурду аль-хитион украинсан. Войн герстовиш. Чеченский вопрос не имеет военного решения. Чеченский вопрос нужно решать в политическо-дипломатическом контексте. Да, вега ниц хилбиз, вега хшадек хилдиз. Ну войн и герза лурдуин сосиш Израиль. НАТО юқиохшац. Но она является союзником американцев, военный союзник. Любое современное оружие, которое есть у Америки, есть у Израиля. Более того, Израиль сам разрабатывает оружие, потому что и технологии, и возможности, она военный союзник с Соединенными Штатами. Поэтому нам нужно войти, цель должна быть войти в Евросоюз, что у Турции не получается. Сейчас Украина собирается войти. Нам нужно войти в Евросоюз и войти в НАТО или стать союзниками таких государств, как Соединенные Штаты Америки или Великобритания. Ахчер дуэга герза, хир дуэга ахча, хир дуэга
защита хривой шадек хирду. Хите шо? Вот что нужно нам делать. А так что вот сейчас нам оружие нужно, вот сейчас мы должны освободить, поехать. Залурдать свой, у нас были пассионарии, молодежь, которая подросла, их забрали в Сирию и там уничтожили. Собрали, кивает вам цабонах. Он бибо швейк, ами койк швейка, из головы луичу, из сацуишу, шин ла давает вам бие. Самот вам бьется бо лучших давон нари макайк. Амир ودويد نوحش شور ناري تأمي مقيق تأويش عطي هووش حيا بيش بويت وان بيه نوحش قام عددته. Поэтому наш вопрос, у нас все отлично, все готово у нас. Да, вен халду, вен провокация, шиер, специальный информационно-психологический спецоперация шли. Лишь вен ты объешь бобу ночи. وعيرشدو وليدشدو ومليدايت بووي قيومة بووي и все. И валиться дает хаусдисквай. Нам нужно сохраниться. У нас все есть. Государство есть, все имеется. Шадик долшту. Вайдин дистишту. Твам бадя беш баце. Тануман дуа беш будет твам. И все. Твам кинохчи чуа хирбоч. Байшарак. Твам хирбоч. Нохчи чуа. Вай хитс. وينيس خدي شوي ويباتشالقا خيريو ويديكشو союз дикш خيربو وين $1 триллион. Россия нам должна $1 триллион. Она в течение века будет нам выплачивать эти деньги. Сейчас Америка арестовывает счета. Во всем мире у русских арестовывают счета. И тогда нам эти деньги будут выдавать. Уже американский бывший экс-посол об этом говорил. У меня есть видео здесь в Ютубе. Хитишу. Сотни миллиардов нам будет Америка потихоньку выдавать, что мы государство. Ну вы гарч альбуихель дават диз. Сануманте. Игаца дойч. Да, это агентур, шал Турции, хабу гарши, России, хабу гарши, кича, хабу бац. Вал проходимчи, копяки, акерч берши, киберши, хал старинаш, буй куюк, хизнаш. Ишай пенсия баби, сада диз царь. Молодежь, хат ия ескуз. Себя дискредитировали, почти все себя дискредитировали. Должны сидеть ровно, где сидят, а ты без, если не хотят уголовные дела против себя. А будут против таких лиц уголовные дела, если они будут продолжать вредить нашему государству. Ладно, ассаламу алейкум, сколько лет тебе? Мне 45, ва алейкум ассалам. Свободу Ичкери, салам из Баку. Салам Баку. Так. Независимо можно завоевать чистым лист бумагой и перо, и время пришло. Давай, мы будем воевать теперь ручкой. Мы будем воевать умом, а не автоматом. Хватит. Берует вам автомат. Сдагай второй, бешхена. Хинц дештега уже... И смотрите, и нахчуматла олас. Хал Украине от эмшбеш будет, хогорш дует, хогироиш дуйбош. Санамух Сирия от он бинаши кичана. Иш вей героиш бачун. Иш бач, иша бог он рыбу майра, бо двинал до вожаду, но нахчих он дуаши садалуш вегуй, и वो нахчи герой. А Украине да, то он беш сацбешем, просто хасхит беш будет вам. Некоторым нравится воевать. Наркотик, саню герза. А шавега огарам ишчо мауал. Вац. Вай героиш бац. Вай героиш, вай бог, вай тиветнак, вай бершен тиветнак, вай зударшен тиветнак, вай махкан тиветнак. Иу вай герой. Иу вай си. Иу вай ом турпал. А из Украины турпал, хила меги Сирии турпал, хила меги Турции турпал, хила меги из хил дигду и массана ночи, он рыбу гарчал лагаич. Но санат он бинири али вай герой вачун. Героя ночи ом да ахегагу. Цут ом цабиня ушуне герой.
Зут ела юшуни герой, бер идала душуни герой, если цуши қом да қахегне. Вот ночи қом да, ночи пачал да, қахегшу иу ночи герой. Там Украине ван цац кегичнаган шашин цеин шахара дирду вожа дирду хил. Ну цер герой, васа герой вац. Ночи қом герой, васа дуали ушвац. Ах, хайн цеиш вала, я хайн държдиш, медалиш, ахчдиш ват, ахка вац васа герой. Потому что сагерой Бог, хасаду айган хилч, асхун благодарность, хасиди ашусо, реглерам би ашусо, хасаду айгшлел дел. Хай межинч далуш, хай здоровье далуш, хай са далуш, халелят аху сагерой. Просто хай медали окших, ишти халил шхич. Это нас как бы, ну, дигдухо, развиваешься, воюешь, молодец, получается. Ну, это твое, сугубо твое личное. Ты не мой герой. Цунде ацунах қиет дизвай энах. Мегердуй цунде кегичнере бош. Шаш ночи героиш хирду ал Украине дан шаш хирду ал Магулаш хирдачун шу ночи героиш. Вот я сдаерзю. Сейстрим. Извините, если был эмоционален, если я кого-то где-то задел. Югат аха на чеченском языке еще пару слов. Ночь босс, ночи. Ол жуасиня, цахарцдекшен, цашва нисцакета, сун интир доллар шу. Валлай тан кан бохш, я канен гуеру ватсо ашсаг моусо. Шун цанина васия яшуц мейрал қис, яшуц дюнал қис эрвал моватсо. Вай гючул харцу цаитит эрвал. Таджимма сэг дaqlaats дур дацертиш ал эрвал лиуш моусо. Цундела аз васин я сер алла я цараз алла асум алла. Цацум олша усо иште села ола сума ола сум интир доллар шу сюгер цаделля шу ночи омц дала шу гас кшцедеца шу гас кшбошун теадеца шу ночи омц дала валлайса шу цқи сума мадец со шун со абсолютно аш сун элчун со вол шу интир ше эту бала шу суна дол гас кшу дала ше ночи ома ночи пачал шу духал дала ше де доqatiq дойлq Ищер. Все будет ичкерия, слава Украине. Бюс дек алёль, адикюэль маш ойл массейда, адикюэль. Бюс дек алёль. До свидания, друзья.